Так, сейчас одну минутку, технику настраиваем. Так. Ассаламу алейкум, добрый день, друзья, всех приветствую. Машволь, Аяд, Эд, Муса, Шавига, Машволь. Сегодня у нас стрим онлайн-конференция, посвященная памяти Джохара Дудаева. Сегодня 25 лет со дня гибели Джохара Дудаева. И сегодняшний наш стрим проходит в Zoom. И я вот тут пытаюсь как-то сделать прямой эфир в YouTube. По какой-то причине у меня не очень все это хорошо получается. Сейчас. Дика мяца. Так, Аяд, Виссарион, Гемаджова Геннадьевна, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня, как я уже сказал, наш стрим посвящается памяти Джохара Дудаева. Завтра исполняет 21 апреля 1996 года был вероломно убит русскими оккупантами наш первый президент Джохар Дудаев. И сегодня 28 лет со дня гибели выдающегося национального героя чеченского народа и, можно сказать, всего Кавказа. И я представляю слово Аяду Идигову. Наши гости потихоньку будут подключаться, и мы всем рады. Ссылку на сегодняшний Zoom я оставлю в YouTube в чате, где можно будет по ссылке пройти на наш стрим и тоже принять участие. Я вас всех приветствую. Ассаламу алейкум. Аяд, вам слово. Добрый день, дорогие друзья, товарищи. Сегодня мы решили провести этот стрим для того, чтобы вспомнить нашего первого президента Джохара Дудаева. Как сказал Аслан, это человек, который национальный герой, лидер чеченского народа, и который был организатором создания нашего государства вместе после решения общенационального съезда чеченского народа. Он внес большой вклад в создание нашего государства. После этого мы прошли очень тяжелый путь по становлению нашего государства. Многие из нас это знают. Москва, Кремль, который не имел никакого отношения к нашей государственности, к нашему правительству, где всюду в мире напоминал о том, что якобы мы являемся частью этой новой России, которая была создана, конечно, после нашего создания государства. Мы завершили создание своего государства 12 марта 1992 года принятием окончательной своей конституции, это был завершающий такой этап. А 13 марта нас признала Грузия в лице президента Грузии Гамсахурдия и Верховного Совета Грузии. Но Россия все время утверждала, что мы являемся частью России, и незаконно, конечно, пыталась так или иначе в мире изобразить из нас бандитов, террористов, исламских фундаменталистов. И эти ярлыки вот до сих пор на нас вешают наши так называемые в кавычках друзья из Кремля, пытаются изобразить из нас деятелей, которые, мол, всему миру очень опасны, так?
И эта работа идет и сегодня. Поэтому для того, чтобы сказать, что делал Жохар Дудаев, как он с этим боролся, можно сказать о том, что он был вдохновительным организатором создания нашего государства, где в основе нашего государства лежали принципы создания государства в соответствии с современным международным правом. Наша Конституция была принята, и она, первая статья ее гласила, что это суверенное и независимое демократическое правовое государство. Эту линию мы до сих пор этой линии придерживаемся. И я думаю, что вы все знаете, по крайней мере многие, что против этой линии здесь сегодня на Западе, и что, я не говорю уже о оккупированном Чечении, идет вот это вот противостояние против нас, идет политическая борьба против нас. Многие деятели, которые когда-то были в правительстве нашего государства, вышли оттуда, предали интересы нашего народа, предали интересы той линии, которую проводил Жохар Дудаев, пользуются нашими эмблемами, там, разными законами, так прикрепляя себя к ним, на самом деле не имея никакого отношения к нему. И мы, в лице законной власти, в усеченной форме Президиум Чеченской Республики проводим эту работу, то, что вот как раз и есть основа того нашего государства, которое было создано, в бытность первого президента Жохара Дудаева, который был лидером, практически был лидером нашего народа, а многие оставшиеся потом после этого наши патриоты и все, и даже весь народ, сожалел, очень сожалел, конечно, о гибели. Однако он говорил, что есть моя гибель не принесет вам никакого успеха. И остальному миру говорил, и остальным нашим там врагам, что после моей гибели ситуация будет еще тяжелее, и продолжал бороться. Нам удалось испытать 5 российских агрессий. Это в 91 году, в 2 году, в 94 ноябре и в 94 с 11 декабря полномасштабная, и в 99-м, 17 июля 99 года. 5 агрессий испытал наш народ. В 4 предыдущих агрессиях нам удалось изгнать этого военного преступника военными, политическими способами, и мы одерживали победу. Однако в 5-й раз у нас не хватило, скажем так, людской ресурс, материальный ресурс, и вот эта информационная пропаганда, которая велась против нашего народа, она очень осложняла нашу ситуацию, и нам пришлось перейти в партизанское движение, и движение, которое сейчас есть на Западе по защите и отстаиванию нашего государства на международном уровне. Эту работу мы продолжаем, и эта работа очень важна, потому что многие люди в мире об этом не знают, и наши друзья даже, и даже наши некоторые граждане не знают об этом. И мы поэтому ведем эту информационную работу, рассказывая нашему народу и нашим друзьям, как мы создали свое государство. Наша цель в том, чтобы деоккупировать нашу территорию, освободить ее и восстановить легитимную власть, которая была создана нашим народом. Это суверенное и независимое демократическое правовое государство. Я не буду сейчас продолжать дальше об этом говорить. О Жохаре можно говорить много и очень интересного. Поэтому я думаю, что мы можем
предоставить слово нашим гостям, особенно Виссариону Гугушвили, премьер-министру Грузии того периода вместе с Гамсахурди. Он был лично знаком с Жохаром Дудаевым. Пожалуйста, давайте, Виссарион, свое слово тогда. Пожалуйста, меня слышно хорошо? Да, хорошо Да. вас слышно. Да. Как говорят, великие времена рождают великих людей. Вот в это великое время Грузии был дан Зиад Гамсахурдия, а чеченскому народу Ичкерии был дан Джохар Дудаев. Это был исключительный человек, исключительного таланта. У него было исключительное, очень редкое, между прочим, государственное мышление. Есть много политиков, которые для своего кармана политики, для своей партии политики, там, для своего клана являются политиками. А это был истинно государственно мыслящий человек. Когда я впервые приехал в Грозный, Зиаду Гамсахурди, это было март 92 года, Зиад сказал мне, что мне надо бы познакомиться с Джохаром Дудаевым. А я спросил его, какой это человек, чтобы я знал заранее, как с ним разговаривать, как общаться. И Зиад сказал мне, вот каким может быть человек, который в условиях, когда чеченский народ был переселен и лишился родины, когда были тотальные гонения на чеченов, он пробился и стал генералом российской армии. Настолько он талантлив, что он своим талантом затмил всех конкурентов. Притом этот человек, он говорит, он служил в Эстонии, и там он поднял знамя независимости Эстонии. Представьте себе, чеченский человек, который родился где-то при переселении, был одним из первых, который в иностранном государстве, так, чужой республике, в Эстонии поднял, если не ошибаюсь, в Эстонии был, да, поднял флаг независимой Эстонии. Вот такой был этот человек. Когда я с ним познакомился, поговорили, меня удивила его эрудиция. Я думаю, это все солдафон какой-то. Ну, конечно, бравый такой, но оказалось, что это абсолютно интеллигентный человек с нежной душой. Вот Аллу вижу я, и хочу сказать, что меня удивила вот эта утонченность души Зиада. Это был вроде поэта или философ, вот такой был человек. Прошло время, и он предложил мне стать его экономическим советником, выделил мне огромный кабинет этого здания президента, в дворце президента, такой огромный кабинет такой, и я стал изучать экономику Чечни, писать для него и докладывать ему свои предложения. Там были серьезные продвижки, борьба шла в основном. Я экономику буду обсуждать, а не военные, и не это как его. Там борьба шла в это время за приватизацию. Там слои прорусские, явно, и русские, скажем так, кремлевские, старались захватить в свои руки промышленность в основном. И нефть. И остальное все, конечно. Это же был период прихватизации. И вот он мне поручил разработать план. Ну, я по опыту, уже горькому опыту Грузии, посоветовал, соответствующую записку составил, что не нужно спешить с приватизацией или прихватизацией, что ресурсы понадобятся на случай войны.
Если во время войны у государства не будет своего автомобильного парка, если все больницы будут частные и прочее, то есть не будет ресурса для экономического ресурса для войны. А он мне с самого начала сказал, что, по-видимому, без войны не обойдется. И дай бог, если это будет малой кровью достигнута независимость. И, в общем, это было настроение вокруг него. Вот так я раз в неделю приблизительно с ним встречался, мы беседовали, и потом через некоторое время мы уже почти вот без длинного разговора стали друг друга понимать. Он меня удивило, знаете, что вот достаточно было мне сказать какое-то предложение, совет какой-то, он сразу понимал, не нужно было долго ему объяснять. Потом я поехал в Грузию, господин Иса там нас посещал, Зугдиди, когда Зиад возвратился в Грузию и начали восстанавливать законную власть, но потом пришлось оставить Грузию, я вернулся в Чечню, и Джохар мне предложил стать министром финансов. Ну, конечно, я отказался, поскольку там, вы знаете, там все же наши страны кавказские, они на клановом принципе как-то основаны. А я был совершенно чужой человек, не говорящий по-чеченски, и я отказался. Тогда он предложил мне стать начальником департамента статистики и членом кабинета министров. Заданием, что мы должны все знать о своей экономике, а в Россию Кремль не должен получать никакой информации. А положение было такое, что этот департамент статистики обслуживал и Чечню, и Ингушетию. И из Ингушетии тоже материалы статистические, экономические шли через Грозный. Так что, когда с моей помощью удалось перекрыть этот канал, Москва осталась практически без знания, в каком положении находится экономика Чечни. Кстати, этот вопрос поднимался и на парламенте России. Было так сказано, целое было совещание там, и было сказано, что вот этот сволочь Гугушвили перекрыл нам информацию, и ничего сейчас о реальном положении Чечни не знаем. Очень интересно было присутствовать на заседаниях Кабинета министров, которые лично Джохар проводил. Он проводил эти заседания как буквально солдат. Ставил задачи четкие и добивался, чтобы на эти четкие задачи отдавался четкий отчет. Реакция была четкой. Удивительно было, что поскольку члены кабинета министров были в основном не очень высококвалифицированные люди, вот Джохару удалось за месяц, два, три там наладить это как работу кабинета министров, как четко, как подобает стране, которая находится в военном положении практически. Потому что экономическое положение было тяжелейшее. Сейчас трудно, наверное, сейчас поколению, которое живет в Чечне, представить, насколько тяжелым было экономическое положение. Все перекрыто. Блокада финансовая, транспортная, всякая блокада. Страна фактически была окружена врагом. В этих условиях все же Джохару удавалось вот управлять вот такой страной и привести к войне, неизбежной войне, достаточно хорошо подготовлен. Поэтому было вот в первой войне успех Чечни был безусловно. Безусловно был успех, и победа была безусловна. В этой связи вот я такой вопрос хочу вспомнить, что было совещание у Джохара, русское такое,
И он поставил опять же вопрос о том, вот, как можно обезопасить экономически страну во время, собственно, войны. Вот началась уже война. И что вот надо сделать, чтобы к этому моменту в стране все было готово. Мы посоветовались, и я предложил там создать военные запасы пищевые, так, первой необходимости предметов. И потом это неприкосновенный запас, так сказать. И это вопрос потом ему понравился Джохару очень, и потом вынесли мне, я немножко шире это развил, докладную записку сделал, и он потом вынес это на заседание кабинета министров. Вот. И началось обсуждение, и пошло все хорошо, а потом один из министров встал и сказал, как это будет, говорит, там склады будет куча на миллионы рублей, говорит, там продуктов, там это прочее. В начале войны это же, говорит, разграбят сразу. Трудно было ответ найти, и Джохар ему говорил, я хотел уже что-то приготовить, что-то сказать, но Джохар раньше меня сказал, и очень хорошо, что ограбят. Конечно, должны ограбить, отнести домой, там своим родственникам дадут, кое-что продадут. Главное, чтобы на рынке будет продукты, будут, сахар будет, соль будет. Минимум вот этого всего будет. Главное, чтобы это было, а потом распределение стихийно пойдет. Вот такое придумать и догадаться об этом, знаете, очень трудно, между прочим. Очень трудно. Я очень хорошо помню, удивительно было, как Джохар старательно подходил к благоустройству Грозного. Вот как будто на дворе рядит война. Скоро, завтра, послезавтра начнется. А Джохар усиленно украшал город. Это главный проспект, там скверы, это как его, фонтаны. Вот там, в общем, очень комфортно было, красиво было. Он хотел, чтобы народ запомнил и Ичкерию, и Грозный, свободный, Грозный, красивый. Конечно, потом это все было сравнено с землей. Я как помню, это как и было. Меня не было уже в Грозном, война когда началась, конечно, я не мог там оставаться. Вот то, что они сделали с Грозным, как сравняли этот красивый такой комфортный город с землей, это ужасно, конечно. Но вот Джохар запомнился мне таким, скажем так, лирическим человеком, но одновременно с глубоким пониманием государственности и пониманием того, что для государства, для существования государства нужна серьезная правовая база. И вот что осталось с тех пор от Ичкерии, которая вот так и тогда и Чеченская республика Ичкерия. Вот что осталось, это закон, это конституция. Это основа государства. Государство не бывает без конституции. Современное государство, во всяком случае. И вот после этого я думаю, что главное и самое ценное, что осталось от тех времен, это и есть легитимность. Легитимность, основанная на Конституции. И любая атака на Конституцию, любые нарушения Конституции, это разруха самой легитимности, самого будущего Чечни. Поэтому я очень ценю то, что вы делаете, что вы стараетесь для будущих поколений сохранить вот эту основу государства, основу, которую потом можно будет уже развить и поднять на более развитую ступень. Так что вот нынешнюю задачу, я думаю, и поддерживаю Исту, что это сохранение Конституции
пропаганда. Пропаганда того, что без нарушения Конституции любой отход от основ государственности, юридических основ, это гибель. Гибель для будущего государства, которое, несомненно, когда рано или поздно это воссоздадится. Я приведу пример. Вот для Грузии было, и для других республик, между прочим, балтийских республик, было легче восстановить независимость, потому что в наследство им осталась вот эта конституция, эта юридическая база, которая была после Октябрьской революции до новой оккупации. Вот это была основа. В Грузии даже флаг, гимн и прочее пришли с тех времен. То есть это то, что то поколение начала 20 века оставило поколению 20 века в наследство. Это юридическая правовая база государства. Поэтому нам, и особенно тем более Балтийским республикам, которых Россия завоевала уже после Второй мировой войны в следующий раз, и было гораздо легче. Потому что была правовая, солидная правовая база. Без всяких там, это как ухищрений. Вот поэтому, если меня спросят, я сказал бы, что вот сегодня самое главное сохранение конституционного строя и борьба против любых отклонений, попыток ее развалить, что-то новое внести. Это все будет, когда вот настанет время. А сегодня надо как самое драгоценное сохранять закон, законодательство, конституцию и соответствующие государственные структуры. Вот президиум, который сейчас действует, он прямой наследник законной власти, продолжение законной власти. Пусть у нее мало сил, мало энергии, но вот это главное, что она есть, существует, она декларирует и повторяет каждый день правовые основы государства. Вот это оставил чеченскому народу, Ичкерии особенно, я повторяю, не только народу, но и Ичкерии как государству. Это оставилось от Джохара. От Джохара, и Джохар стоит как фундамент вот этого всего. Поэтому, конечно, такой человек вряд ли найдется в ближайшее будущее. Но дай Бог, рано или поздно, когда соответствующее время придет, опять во главе чеченского народа окажется вот такой человек, такой герой и поэт, сказал бы, такой разносторонний, государственно мыслящий человек, который выше своей семьи, своего дома, своего рода и прочее ставит свою нацию, национальные интересы, государственные интересы. Я на этом бы закончил. Значит, я преклоняюсь перед Джохаром. Он мой герой жизни. Спасибо, Бисарион. Спасибо за ваше очень интересное путешествие в историю, нашу историю. Это для нас очень интересно, очень важно. И сегодня, в этот день, это очень важные слова. Спасибо вам, Бисарион. Я предлагаю вот по очереди по 3 минуты, по 4 минуты каждому выступить по этому поводу. И потом уже мы можем задавать дополнительные вопросы и дополнительное обсуждение. А так вот каждый по очереди мог бы сказать по 3-4 минуты о дне гибели и вообще о самом Джохаре Дудаеве. Так, Эд, я смотрю, поднимает руку. Эд Мамедов. Эд Мамедов, наш друг, сторонник, гражданин Соединенных Штатов Америки. И вот, Эд, пожалуйста, вам слово. Салам всем свободным людям. Салам. Спасибо, что вы меня пригласили. Что я хочу сказать. Джохар Дудаев, он заложил зерно для разоблачения фашистской России, включая КГБ
и ФСБ. И все мировое сообщество сейчас изучает его материалы. И я и как бы как бы фашистская Россия не пыталась забетонировать это зерно. Проростки видно, они сейчас больше прорастают. И я уверен, что он войдет в мировую легенду всего цивилизованного мира. Спасибо, спасибо, Эд, спасибо за эти слова. Очень важно. Ая, у тебя микрофон выключен. Ая, я тебя тоже сделаю соведущим, сделать организатором, чтобы в случае чего... Да, спасибо всем тем, кто выступили. Особенно Виссарион Губушвили, который хорошо знал Жохара Дудаева, дал высокую оценку ему и оценку той работы, которую сегодня ведет наш президиум, пусть в ученой форме, но мы продолжаем эту работу, и наши люди, которые есть в зарубежье и в мире остальном, кроме Запада, наши друзья должны знать, что единственная легитимная власть сегодня от той власти, которая избрана нашим народом, соответственно, международным правом, является президиум правительства. Против него ведется атака со всех сторон. Но мы в этом плане делаем все от нас зависящее, и все наши друзья, которым мы верим, мы вместе с ними будем продолжать эту борьбу, зная, что это и есть плод и желание нашего народа, который создал свое государство. И мне, конечно, бы хотелось, чтобы Виссарион, если он есть еще, чтобы он сказал несколько слов о, Кавказском доме, где, сейчас идут разные, здесь на Западе, самостоятельные вот эти вот самозванные деятели, говорят о Горской республике, говорят о конфедерации народа Кавказа. Еще они говорят, до сих пор тоже продолжают, теперь они хотят пойти воевать туда. То есть создают такой ажиотаж для того, чтобы сказать, что нужно пойти там сейчас воевать в этих условиях. И это как раз-таки есть тот вариант, который с нашей точки зрения, с моей, по крайней мере, что надо говорить сейчас подвести правовую базу, ее отстоять. Вот Грузия знала нас, потом сейчас Украина этим же вопросом рассматривала. Мы много работали с ним, и Украина тоже сделала признание. Но вот официально то, чтобы мы могли приехать с ними в власти, там говорить и разговаривать, этого шага пока нет. И над этим сейчас работают разного рода самозванцы, выставляя себя разными деятелями. Ясно, что вся их работа, и работа этих людей, и тех, которые отошли от основ нашего государства, это люди, или, если можно сказать, это люди, которые отошли от основ нашего государства, от воли нашего народа и действуют в пользу Кремля. Поэтому вот этот вопрос тоже, если бы мы здесь коснулись бы, а в основном, если бы сказал несколько слов Виссарион, потому что мы тогда вместе еще в 92 году об этом говорили и планировали, разговоры были, помните, если есть Виссарион. Можете... Очень важный вопрос, хотя это касается истории, но насколько я вот узнал, это стараются сейчас тоже эксплуатировать. Да. В частности, Конфедерация горских народов Кавказа. Она была создана в Сухуми. Да. И почти нескрываемо КГБистская организация. То есть она прикрыта была как будто общественная организация. Ну,
прямо финансировалась, направлялась, вооружалась и прочее от КГБ. Прямо не то, что от правительства России тогдашней или что-то. Прямо это был рабочий орган КГБ. Его организовали в Сухуми специально, чтобы спровоцировать этноконфликт в Абхазии. Специально. Очень вредная, наивреднейшая организация и наикгбшная организация. И я отмечу одну вещь, вот Иса и мы сидели, и Матец и Шефашвили тоже сидели тогда в здании парламента. И вот после Абхазской войны, когда эта конфедерация стала уже почти ненужной, у нее уменьшилась поддержка со стороны КГБ, она там устраивала путч тогда на площади Дворца президента. А мы сидели и смотрели вот создание парламента на это все. Что я хочу сказать, знаете, отметить особенно, что вот в течение всего периода, вот именно до этого театрального, или как называли этого, путча, в Чечне было двоевластие. Я это особенно хочу отметить. Все думают, что была абсолютная власть Джохара Дудаева, но реально в Чечне, особенно это чувствовалось в Грозном, было двоевластие. С одной стороны, законная власть была, а с другой стороны, власть Конфедерации горских народов, у которой, я отмечу, были собственные войска. Представьте себе, в государстве существуют вооруженные силы, притом это не какие-то пистолетики, это как его, у которой бронетехника есть, в стране существует вооруженный такой отряд, даже армию, я сказал бы, Конфедерации горских народов, которая противостоит легитимной власти. В течение всех этих лет, практически 1,5 года, в Чечне было двоевластие. Поэтому не нужно представлять себе, что Джохар был единовластный. Там, я из дворца, президентского дворца наблюдал на улице, когда приехал, как его, напомните, пожалуйста, мне этот, председатель парламента, что был в России, Хазбулатов. То есть улицу перекрыли, 4 ряда черные лимузины ехали, а за ними бронетранспортеры, БТР и черт его знает еще что. То есть город фактически вот был в руках вооруженных путчистов. В таких условиях работал Джохар Дудаев и легитимная власть. Я все время думал, ну сколько можно выдержать такой напор. Притом при этом надо было еще строить страну, управлять экономикой, чтобы в школах было это как и вот все это тепло, в детских садах, особенно это как его, чтобы в детских садах было молоко и там детям давали кушать. Притом в этих условиях еще заботиться о, скажем так, мелочах жизни. Вот. И эта вреднейшая организация была разбита прямо. Я смотрел на это лично из своей квартиры. Моя квартира выходила прямо на Театральную площадь. И сколько таких попыток путча было. Когда эти путчи все не удались, только тогда Россия открыто стала воевать. Она надеялась, что будет путч. Я помню еще, что вот, помню фамилию этого Солоча, там, правительства России был, он по телевидению прямо сказал, что в Чечне каждые 3 месяца будет попытка свергнуть правительство, пока мы этого не добьемся. Каждые 3 месяца реально была попытка свергнуть правительство. И отметим, что вот инструмент, который это все делал, это была Конфедерация горских народов Кавказа. Чтобы нейтрализовать вот это явление и эту организацию, Джохар придумал с Виадом вместе создать организацию «Кавказский дом», как демократическая, невооруженная такую организацию. И реально были приглашены представители всех народов,
Там дружеские встречи были. Между прочим, вот представьте, там были и абхазы, были и осетины. Ну, конечно, люди расположенные, так, не агенты КГБ, а свободно мыслящие люди. Ну, с влиянием. Ну, мы обсудили тогда, Джохар присутствовал, Зиад присутствовал, все, и организовали это, как основы этого Кавказского дома. К сожалению, вот это все, это путчи, каждый, который как из автоматной очереди Кремль стрелял, и путчи, и потом война помешали это сделать. Но это, так сказать, главное, что идея это есть, живет там, семя посеяны. Когда-нибудь может и удастся это сделать, потому что это требование местной геополитики. Не как глобальной политики, а местной политики. Это фактически один регион Кавказ. А сейчас, что там наделали, это то, что Армения воюет с Азербайджаном, а это как его Грузия со всех сторон окружена врагами. Со всех сторон. С севера Россия, враждебная. С востока Азербайджан, который после победы над Арменией, так сказать, там диктатура фактически, халифат, это не халифат, а как паша сидит, там уже второе, третье поколение, один человек, одна семья управляет, который поддерживает Турция. С юга Турция, которая как будто и не на стороне Запада, и не на стороне России, где-то посередине, она хиляет каждый, это, для себя, в общем, для себя хорошо действует, но это не друг, не друг. Армения тоже сейчас в таком положении, фактически там произошел государственный переворот же, вот, года 2 тому назад, потеряли Карабах, из-за чего столько было крови. Вот как раз на Кавказском доме, когда вот собрались в Грозного и обсуждали этот вопрос, отдельно шел разговор об Карабахе, этом вопросе Карабаха. Представьте себе, тот период, когда все народы Советского Союза боролись за независимость, элита Армении начала внутреннюю войну на Кавказе. Вместо того, чтобы вместе со всеми кавказскими народами бороться против империи, она предприняла войну против своего соседа. Только крови пролили, а вот сейчас вот, это оказалось, что это все кровь пролита зря. Нагорный Карабах, хотя и как будто бы что-то такое, но, конечно, армяне оттуда вынуждены будут постепенно уехать. И вот все это было плохо. Плохого много наделали, а хорошего мало. А если удалось бы создать вот эту организацию «Кавказский дом», то тогда это была бы платформа, где можно было разговаривать, обсуждать вот эти темы. Сейчас на Кавказе нет никакой организации, на которой можно было обсуждать общекавказские проблемы. Нет такой организации. Нет. А это, конечно, создает много угроз. Потому что в Грузии в то время вопрос о позиции, что Грузия должна выступить в поддержку Украины вооруженно. То есть Россия сейчас ослабла, и время нанести удар и воевать Абхазию. Вы опытные, помните, вы смотрите. Для России нужно будет 2 часа, чтобы перерезать Грузию пополам. Там фактически это бордер, граница между Южной Осетией, она буквально подходит за несколько сот метров от главной автомагистрали, железнодорожной магистрали и всех этих газопроводов и нефтепроводов. Буквально в сотнях метров. Это 15 минут для танка, чтобы перерезать. Вот. И опять же повторяю, конечно, все было бы мягче, удобнее и правильнее, если был бы Кавказский дом. Ну, можно по-другому назвать, но фактически
сама идея. И откуда эта идея идет? Эта идея идет от Джохара и Зуята. Идея Кавказского дома. Никто другой ни до, ни после, ни во время такой идеи не предложил. Это как бы Организация Объединенных Наций для Кавказа. Вот это тоже ценно, и когда-нибудь надеюсь, что это будет осуществлено. Бессарён, я хочу сказать, что наш президент этот вопрос поднимает, и с представителем Грузии, который сегодня там, мы с ним обговаривали этот вопрос, и они его тоже держат под как бы контролем. Уже подписали разные там референдумы дополнительные. Но здесь те, которые вот создают якобы вот эти новые предприятия, Конфедерация народов Кавказа правы, это действительно были организации, которые КГБшные. И эти люди еще тогда, наверное, не помнишь, Бессарён, тогда в январе 93-го года они уехали в Москву, наш бывший тогда председатель парламента и тот, кто возглавлял эту Конфедерацию народов Кавказа, он был депутатом. И еще один, они уехали, и там пригласили Шахрая, Абдулатипов и других, и там они взяли, подписали протокол о вхождении Чеченской республики Ичкерия в состав России. Вот да. После этого начались вот эти вот там суматохи, они были сброшены. То есть люди не знают, что это было. То, что я сказал о том, что вот так вот они по площади двигались, двоевластие было. То есть тогда не было таких условий, чтобы можно было бы говорить, что полностью власть в наших руках. Москва активно действовала, и это она продолжает действовать после того, даже как мы военным путем четырежды доказали, имея правовым путем, что наша страна создана законно. Вот это так действительно, чтобы знали наши друзья, и с ваших уст, это очень важно. Мы как участники, как люди, которые видели все это, я помню очень хорошо и Джиада, и Шахара, естественно, как они вот на все это относились. И сегодня нам, вот, оставшимся здесь после этой ситуации, люди надо продолжить передать нашим людям, которые наши сторонники, и эту работу вести. Поэтому с Грузией мы не теряем контакты и считаем, что это очень важно, потому что мы должны друг с другом взаимодействовать, как это было многие века и прежде. Все, спасибо, Сарьон, спасибо за это. Спасибо. Слава Джохару, слава. Героям слава. Слава. Слава Изуяду, совершенно. И, знаете, я бы тоже хотел добавить, Виссарион, это очень... Знаете, я просто одну вещь добавлю, что... Да, пожалуйста. Изуяд уже давно признанный герой Грузии. Эти легитимные правительства были вынуждены его признать, и все это... У Зуяда уже все титулы, скажем, героя официально есть. И я бы желал, что в ближайшее будущее, чтобы в Чечне имя Джохара было признано официально как герой. Вот это будет одна, не совсем большая победа, но серьезная победа. Да, это правильно. Мы назвали город, Грозно переименовали город Джохар, так что это предвестник тому, и это тоже. Да, да. Ага. Великие времена. Да. Спасибо. Виссарион, и было очень важно то, что вы сказали по поводу вот Конфедерации горских народов, народов Кавказа, а я об этом рассказывал. От вас услышать это тоже было местом, где это все создавалось, КГБ, было очень важно и ценно. Спасибо вам отдельно. Простите, я дополню просто, что пожалуйста. у меня
Пожалуйста. есть полная документация, как создавалась Конфедерация горских народов. Отлично Это просто. вот основополагающие их документы. А Да, тогда, да. извините, пожалуйста, тогда возникает... Это на веб-сайте даже опубликовано. Тогда, Так что там это не секрет, это не то, что что-то из колодца надо достать, это на поверхности лежит прямо. тогда Да, это... это есть все, да. Да. Тогда это еще больше запутывает меня в том, почему Украина, воюющая не на жизнь, а на смерть с Россией, разводит вот эту КГБшную у себя заразу. Не знаю, с чем это связано. Знаете, что я вам скажу? Вот, конечно, украинский народ борется против России, но власть в Украине тоже неоднородна. То есть там нет такой монолитной власти какой-то, народной монолитной власти. Вообще известно, что там пронизано коррупцией. И То есть КГБ. это, к сожалению, вот Украина сейчас воюет с Россией на тех же условиях, как Грузия воевала против России в Абхазии, когда во главе Грузии были предатели. Я Отличный не вот говорю, что пример. вся власть Украины предатели, но она насыщена Да. такими, понимаете? Вот этого Народ нет. отдельно, а власть отдельно получается. Да, секты там управляют, поэтому одна секта враждебна, другая дружественна, так что там не нужно это как бы думать, что это что-то монолитное, власть народная и прочее. Там Да. своих проблем да, там полным-полно. Это отмечают и западные политики. Да. Спасибо, Виссарион. И я бы хотел предоставить на правах ведущего слово Исе, хай микрофон халати, и, пожалуйста, вам слово. Салам алейкум, добрый день. Ва алейкум ассалам. Айса наш Это- историк, я добавлю, историк, он наш сторонник, и очень много над этим работает. Спасибо. Давай. Я скажу то, что мы думаем, и наше предназначение, пару слов. Джохар отдал свою жизнь за свободу нашей Родины, Чеченской Республики Ичкерия, антитеррористической войне против Российской Федерации оккупанта. Мы единомышленники и соратники президента Ичкерии Джохара Дудаева. Продолжаем борьбу под деоккупацией нашей Родины, Чеченской Республики Ичкерия, против русского мира, советского фашизма, путинского режимов диктаторов. Деоккупация Ичкерии из состава Российской Федерации оккупанта мирным путем. Деоккупация Ичкерии в ООН. Военным путем. Участие в деоккупации территории Украины на постсоветском пространстве. Я хорошо понимал возможность предательства демократических ценностей Запада, позволенных России Западом в Чечне преступлений. И вот одна из выдержек. Если Чечня – это внутреннее дело России, то это рано или поздно придет к тому, что Европа станет внутренним делом Москвы. Российского зверя надо остановить сегодня, в том числе взяв под международный контроль ее ядерное оружие. Если этого не сделать сегодня, завтра Россия станет угрозой миру, всему человечеству. Пророческие слова Джохара Дудаева подтвердил известный британский специалист по России Эдвард Лукас. Россия стала угрозой для Европы, Америки и мира. Такая цитата вынесена на суперобложку книги Лукаса. «Новая холодная война» в лондонском издательстве. Спасибо. Баркал Иса. Алла была у нас на связи, она что-то пропала. Ну, давайте. Так, у нас здесь люди есть. Муса, у тебя микрофон включен, но не включено видео. Если хочешь, можешь включить видео. Маш воль. Да. Слушаем вас, Муса. Да, такого, как Джохара уж
на свете, наверное, не будет. В общем, для чеченского народа он был очень-очень, в общем, боеспособный и понимающий. И поэтому я единственное скажу, что я тоже был во время войны в 1994 году участник этой войны, и я прекрасно знаю, как все было в общем. Поэтому я единственное пожелаю, в общем, Дал Ешдейл, Сял Жахару Дудаеву и Жихар Зиада Гамсаорди. И Гамсаорди, с ним тоже я виделся один раз. И все. Вот, все у меня, больше у меня нет. Баркал, Муса, спасибо. Алла здесь, по-моему. Да, Алла. здесь есть Алла. Пожалуйста, Алла, если Включите свой микрофон. включите Алла. микрофон и желательно Видео. камеру. Ну, может, Алла нас не слышит. Может, включить ее микрофон? Постарайся. Вот, все, она включила и выключила опять. Видимо, Сейчас получается. все вас Да. слышно, но не видно пока, Алла. Ой, ну как включить видео, даже не знаю. Можно я... Можно, Хорошо. конечно, пожалуйста. Хорошо, я вам скажу, что Джохар, во-первых, хочу поблагодарить всех присутствующих и выступавших. Большое спасибо, мне очень приятно, что вы почтили память Джохара и присутствуете на этой конференции. Я хочу сказать, что Джохар, он думал о будущем, делал то, что было возможно в настоящем, и не забывал о прошлом. То, что он не забывал о прошлом, это мемориальный комплекс всем погибшим во время депортации, который он успел создать в городе Грозном, потому что он сам не смог посетить своего отца, потому что могила была затеряна в Казахстане. Приехал, но не нашел эту могилу на гробе. Но он кинул клич по всей республике, чтобы другие привезли в Казахстан эти надгробия, которые тем чурты, погибшим в Казахстане. Люди ехали в Сибирь, в Казахстан, привозили, ставили на площади стройными рядами, место специально. Он сам придумал это памятник всем погибшим, это кулак с выходящимся из них кинжалом, как будто из-под земли, который был составлен из обломков этих чуртов. И надпись «Не заплачем, не забудем, не простим». Туда приходили люди, молились, ходя по белым плиткам между этими чуртами, и вспоминали, кто с их отцов, кто дедов, кто те, кто погиб ранее от кремлевской банды и в царские времена. Это была память о прошлом, которая была в центре Грозного. В настоящем он готовил трибунал над российскими преступниками в Кремле. Выступал генеральный военный прокурор республики Магомед Шамиев по связи, по спутниковому телефону, и заявил об этом трибунале, потому что те материалы о применении запрещенных бомб и всевозможных взрывчатых веществ, которые даже химически применялись в республике, которые посылали в Гаагу, и Гаага все требовала, но этого трибунала не проводила. И тогда Джохар сказал: будем судить в республике, тут эти все доказательства налицо. И Магомед Шамиев заявил и огласил список преступников, засевших в Кремле, которые уничтожили 300 тысяч граждан, бомбили город Грозный, села и сожгли всю чеченскую землю. И Ельцин нас беспокоило, и это он потом переспросил через своих, какой он по счету в списке преступников. Джохар передал ему, что последний, потому что кроме позора ему эта война ни чести, ни радости не принесла. И они очень боялись этого трибунала, потому что после трибунала любой чеченец мог привести его в исполнение
решение этого трибунала. А о будущем Джохар мечтал о городе, об административно-политическом центре Чеченской Республики, который задумал создать вдалеке от нефтепромышленного комплекса, там, где нет этих вредных отбросов нефтяных продуктов, в чисто экологическом месте, где-то недалеко от Гудермеса, недалеко от гор. Нашел место. Были задействованы архитекторы, которые создали проект этого города будущего, будущей столицы Чеченской Республики. Рассеченная на 9 секторов, в центре огромная башня с часами, которые должны были идти в обратном направлении. Глобус и сидящий волк наверху, с часами, идущими в обратном направлении. И это, конечно, был знак назад к предкам. Потому что Джохар всегда гордился предками чеченцев, которые 400 лет сопротивлялись царской власти. Но не только предки. При Джохаре во время его правления, несмотря на многочисленные путчи, которые устраивала Москва и Кремль, и оппозицию, которая готовилась, и покушение на Джохара, тем не менее он успел создать так много. Город Грозный был покрыт новым асфальтом. Немецкая техника дробила старый асфальт и тут же клала новый. В городе Грозном, в центре, вокруг центра. И люди удивлялись, глядя на этот удивительно черный красивый асфальт. И машины развивали такую скорость на нем. Им было задумано Академия наук чеченского народа. И она уже притворялась в жизнь, эта Академия наук. Он собирался реконструировать нефтяную промышленность, более современную. Он недавно разграблен на приватизацию. Самое главное в Чеченской Республике — нефть, газ и минеральные источники. И все, что там происходило в чеченской земле, он не разрешал приватизировать. И несмотря на то, что этому очень сопротивлялся Мамадаев, которые хотели распродать сокровища чеченской земли, он это запрещал это делать. Им была задумана смена алфавита с русского на кириллицу. И этим уже занимались, вот я сейчас уже не помню фамилии, к сожалению, уже были переведены на кириллицу многие тексты. И были задуманы рейсы в Турцию, а самолеты постоянно ездил, летал, и женщины чеченские начинал с $2000, потом у них доходил до 20 тысяч и больше. И, короче, рынок в Грозном начал процветать. Джохар держал 2 года, хотя парламент возражал, цену на хлеб в Чеченской Республике всего лишь 2 рубля. И до тех пор, пока не начали приезжать в Дагестан и закупать на границе с Чечней этот хлеб и выводить в Дагестан, продавая там по 14 рублей. Он издал приказ, по которому чеченские жители не должны были платить квартплату за свет, за газ, за воду. И он сделал магазинчики для пенсионеров, которых очень по талонам выдавались продукты и даже одежда. Им было задумано очень много. Но самое главное, вот в этих условиях, когда шли покушения одно за другим, и путчи, как предыдущий оратор выступал, рассказывал, он смог сплотить чеченский народ, и вокруг него собрались самые лучшие, самые порядочные. И весь чеченский народ его очень любил, и они с ним были единым целым. И поэтому, когда на Новый год российская армия начала наступление, танки были отброшены, потому что Джохар
был очень хорошим военным. Он позвонил Руслану и сказал, что сейчас, да, идет огромная колонна танков, но нечем отбивать. Нету гранатометов, есть только автоматы. Руслан знал, Аушев. Аушев, извини, да, Аушев. Он знал, что рядом с Русланом Аушем всегда сидит в кабинете и прослушивает российский полковник. И, видимо, тут же это было передано, и он ускорил наступление на Грозный таким способом. А сам как раз за месяц до этого были найдены эти гранатометы в тайном складе. И были обучены гранатометчики, были посажены на крыши домов. И когда эти колонны вошли, их показательно разбивали в центре и сзади. И которые оставались в центре этой колонны, эти отряды просто показательно расстреливали из гранатометов. И эти колонны российских танков были зажаты в столице, потому что танки – это королева полей. А в городе они беспомощны. И даже мальчишки, бросая бутылки с зажигательной смесью, сжигали эти танки. Эта победа вошла в историю. Победа в городе Грозном над российскими полчищами. Была разбита Таманская дивизия и Кантемировская дивизия. Были разбиты танковые дивизии. И потом, в 1995 году, была одержана сокрушительная победа над российской армией. Ну, в начале эту победу заранее, как во время этих бомбежек, держать победу задумал и показал Джохар вместе со своими соратниками. Он организовал взятие города Грозного на 3 дня. То есть взял в плен тех, которые сидели в штабах, которые на базах, военные русские. И их окружили чеченские добровольцы. И они начали кричать в эфир: пожалуйста, не поймите нас, мы в окружении, не поймите. И российская авиация ничего не могла сделать, как она раньше бомбила город Грозный. А тут она не могла бомбить своих. И 3 дня наши воины держали этот город Грозный, а потом с трофеями, танками, бронетранспортерами ушли. Это был март 96-го года, да? Это было в марте 1996 года, да, в марте, извиняюсь. 1996 года. А 6 августа Шамиль Басаев вместе со Сланом Асхадовым и с наше правительство точно так же организовали победу. Точно так же был взят город Грозный. Таким же способом. И точно так же российская авиация не могла бомбить. Потому что бомбы всегда были ее единственным оружием против чеченского народа. Они могли работать только авиацией. В свое время еще Джохар Дудаев послал Деникину телеграмму: поздравляю с победой в воздухе, встретимся на земле. И вот на земле чеченский народ показывал чудеса храбрости и самоотверженности. И чеченский народ очень любил Джохара. Так же, как Джохар очень любил чеченский народ. Они были единым целым. И поэтому они одерживали победу за победой. И я благодарна судьбе за то, он связал мою жизнь с Джохаром, с чеченским народом, который передал мне всю любовь. Потому что я точно так же люблю его, как любил его Джохар. И всегда благодарю Всевышнего, когда делаю намаз. Это самый лучший подарок в своей жизни за Джохара Дудаева и за чеченский народ. И я уверена, что чеченский народ еще покажет чудеса героизма и храбрости, и самоотверженности, как это было всегда. Всего вам самого хорошего. И я думаю, что нас можно будет поздравить с будущей победой, потому что сейчас воюет Украина. И ее победа, которую она одерживает, это
наша победа. И все колониальные народы Российской империи ждут, когда же Украина одержит победу и когда развалится эта Российская империя, потому что время империи давно прошло. Так что нас все ждут светлые времена. Спасибо за внимание. Да, ну, спасибо, спасибо, Алла. Галина Михайловна, Питер. Да. Пользуясь возможностью, Алла, я бы хотел бы выразить соболезнования лично вам в связи с смертью, Спасибо. гибелью Джохара Дудаева. Аминь. Аминь. Спасибо, Алла, спасибо за ваше выступление. Так, кто-нибудь еще хочет? Если нет, я бы хотел, пока еще не все собрались, некоторые там к нам еще должны подсоединиться. Если можно, я Бессариону задал бы один вопрос, если не возражаете. Бессарион, я вот хотел бы у вас спросить, какая была стратегия Джохара Дудаева, на ваш взгляд, вы были в его кабинете министров, в отношении Джохара Дудаева, в отношении внешних отношений, особенно с Соединенными Штатами, с другими западными странами во время его правления. Ну и, соответственно, конечно, с Грузией, какая была у него стратегия, кроме Кавказского дома, который вы уже упомянули. Спасибо. Что касается международных отношений, Кремль устроил так, что Чечня была в блокаде фактически. Джохар всячески старался прорвать эту блокаду. Ну, я, например, помню его секретное путешествие во Францию, в Париж. Это нигде не документировано, но я просто прямо от его ближайшего круга, от него знаю. Я фотографии видел, где Джохар в Париже. То есть его приняли, он вылетел из Грозного, прямо во Францию, там его самолет приняли на военной базе, не на гражданский аэропорт. На военную базу прямо доставили в город. Там он общался в основном с военными, которые ему обещали, что они повлияют на политические круги, чтобы Запад наконец оказал поддержку Чечне. Я, например, сказал бы, что если бы Запад хотя бы 5%, как сейчас он помогает Украине, помог бы Чечне, сегодня вообще Российской империи не было. Но Запад был как-то напуган Кремлем или введен в заблуждение, так что они фактически абсолютно никакой поддержки, даже политической поддержки, не оказывали Чечне. Ичкерии, я имею в виду. Ичкерии. То есть были только по направлению прав человека. А права человека, вы знаете, когда идет война, это солдат убивает солдата. А кто прав, кто это уже на поле боя не видно. То есть реальной политической поддержки, несмотря на то, что правительство ежедневно над этим работало, не было. У них не было вообще понятия того, что Чечня может быть, Ичкерия может быть независимой. Они от мысли отказывались. Как Джохар боролся с этим? Как он пытался установить внешние связи? Были же попытки? Там главное, что надо было объяснять, и можно было объяснять, во-первых, возможность такой. Во-вторых, что очень важно, и даже сегодня важно, Западу показать, что Ичкерия – это государство западного типа, это не какой-то халифат.
а что это государство западного типа, которое может понять Запад. Это тогда он старался, потому что Москва, как говорил, Москва показывала и доказывала Западу, Чечня это банда. Банда бандитов и религиозных максималистов. А Джохар старался донести до них всеми каналами, которые у него были в руках, что это совершенно типичное европейское государство с точки зрения именно права, то есть Конституции, прав человека, всеобщим прямым голосованием и прочее, прочее. То есть эта борьба была именно вот доказать Западу, что Ичкерия это основано на правовой, приемлемой для Запада основе. И это и сегодня остается актуальным, то есть это не отходит. Но, к сожалению, Запад не был готов до этого воспринять. А то я еще раз скажу, если даже 5% той помощи, которую оказывают сегодня Украине, оказали бы Чечню, не было украинской войны. Да. Не было войны с Грузией 2008 года. Да. Тогда Россия была слаба, она потерпела поражение в войне с Чечней. Но они не воспользовались. Я все хочу этим сказать, что есть инерция мышления. Инерция. На Запад Америка огромная сторона, но это не значит, что они быстрее нас мыслят. Там тоже консерватизм очень серьезный. Если одно мнение там бытует, ее сломать и сделать перелом очень трудно. Так что вот все попытки Джохара привлечь на свою сторону Запад, они остались, самое маленькое. Там в Грозном работала группа отставных американских и английских генералов работал. И может Иса помнит, значит, когда вот эти русские вошли, там танковая колонна, еще до войны они вошли с запада, я не помню, дата, зима была. И эти консультанты сказали, что Джохару посоветовали, что знаете, что фронт очень близко к ставке, то есть к штабу. И надо, чтобы расстояние было не менее 150 километров. Джохар сказал, да, 150 километров, там уже другое государство. Понимаете, вот они мыслят и сегодня мыслят своими какими-то стандартами, понимаете, своими-то, они вот как в скорлупе какой-то, понимаете, огромные страны, как будто 100-тысячная агентура, все, но на верхушке они мыслят как вот в своей скорлупе. Что мог Джохар сделать? А Чечня такая маленькая, понимаете, вот если взять карту мира, ее вообще там нету нигде. Так что вот это так шла борьба. К сожалению, тогда Запад не был готов. Понимаете, в чем дело? Чечня была, Ичкерия была готова, но Запад не был готов. Запад и сегодня не готов. Не готов. Даже Запад не готов полной силой помогать Украине. Представьте себе. Я кадры видел, у них тысячи танков стоят на стоянке. Тысячи. А они 30 штук передали Украине. Что такое 30 штук? Украина могла бы вымостить фронт на танках. Просто мост сделать от подбитых танков и поверх танков дойти почти до Кремля. Но отстают. Медленно мыслят, боятся всего. Боятся. Что экономика не нарушилась, там акции не понизились на 0,5%. Понимаете, в чем дело? Западом же экономика управляет. У них, они о деньгах думают в первую очередь. Но надеяться надо, что постепенно, вот как насчет бывших советских республик, у них в конце концов прояснилось в голове. Они не представляли, что Советский Союз разрушится. Но потом приняли, сейчас поддерживают республики. Надеемся, будем, что они поймут, что и Россию можно
расчленить и разделить. Можно. Но над этим надо работать, надо помогать народам, которые борются за свою независимость. А иначе не будет. Так что вот, а мой ответ вот такой. Хотя длинный получился очень, но... Нет, это очень хорошо. Да. Да. То есть, и сегодня то, что происходит, то же самое, вот, что происходило тогда. Мы до сих пор сегодня тоже не можем пробить эти проблемы, которые на Западе стоят. Они еще до сих пор думают, что мы те же самые вот, там, фанатики или все такое. А нам здесь вот как раз Москва подбрасывает этих людей, которые там занимаются вот этой и религиозной риторикой, и про московское прямо, они говорят прямо, пишут. И после этого даже вот, никакой реакции на это нет. Вот это удивительно, считают наши люди. Я тоже думаю, что это связано с тем, что вопрос Чеченской республики Ичкерия для них где-то там в загажнике. Они не думают об этом и не хотят, потому что он ничего, мол, не решает. И поэтому этот вопрос решать можем не только мы сами, чеченцы, объединившись здесь на Западе и в других странах, став на основу той, которая была заложена нами все года, когда создавали наше государство. А нам здесь не дают объединиться. Вот эти вот люди, которые сегодня за ручку ведет, за руку ведет Кремль. То ли они, значит, прямо с Кремля подпитываются, то ли они подпитываются через ближневосточные исламские государства. Они, конечно, не исламские государства, а народ исламский. А во главе сидят диктаторы. Вот поэтому вот эта проблема, которую мы могли бы решить, если бы мы могли объединить эти все усилия, даже вот против существующей легитимной власти, президиума, здесь организовывать массовые какие-то вот, чтения, там, выступать против. Много здесь чего в этом. Поэтому на этом направлении должны бороться. Спасибо, Виссарион. Хороший ответ. И важно, что ты делаешь. Так, ясно. Если есть комментарии, да, мы сейчас вещаем в YouTube, вы можете писать, друзья, ваши вопросы, и я задам гостю вопрос, кому вы пожелаете. Так. Нет вопроса. Друзья. Если нет вопросов, я могу сказать несколько слов. Да, пожалуйста. О нашей ситуации, которая сегодня складывается в отношении в целом на Западе, и о том, какой мы видим, допустим, свое мнение я говорю. В принципе, здесь разное мнение идет по этой войне, которая идет сегодня против Украины. Одни говорят, что разрушат Россию, в смысле разрушит, она, мол, перестанет существовать, тогда мы, мол, делаем все, мол, все свои государства создадим. Но до сих пор примерно я не вижу никаких там лидеров, которые были бы в этом отношении как бы гораздо. Есть некоторые интересные люди в этих республиках в составе, скажем, нынешней Федерации России. И поэтому в этой ситуации я, допустим, считаю так, что мы должны стоять на принципах той линии, которая заложена нами еще в 1991 году, когда мы создавали свое государство. То есть мы должны строго все объединиться в направлении деоккупации и восстановления нашей легитимной власти. Именно здесь, на Западе, об этом говорить, какое у нас государство. Оставить вот эти все разговоры о том, что вот, мол, значит, надо там построить, придем исламское государство, вот, мол, там мы придем, сделаем там, значит, конфедерацию народа Кавказа, который вот здесь вот придумывает.
Все это просто нереально в в этой ситуации, которую вот сейчас говорил Виссарион, что это нереально, потому что это невозможно сделать, если, допустим, мы должны пробраться через всю Россию. Россию вряд ли сегодня Запад не хочет его разваливать. И если оно развалится, то большие проблемы. Мне кажется, что они воюют помощь, пока оказывают Украине, с одной стороны. С другой стороны, они не хотят развалить эту империю, то есть эту Россию. Они хотят, чтобы к власти пришел какой-нибудь такой демократический руководитель, руководство, чтобы оно, значит, стало вот другим каким-то, вот, и даже лидеры, которые... Простите, ручного медведя хотят. Да, ручного медведя. И это, вот мне, насколько кажется, им не удастся сделать. И пока что вот сама эта Россия, как она есть, она такой будет оставаться, как я вижу, еще долго. Поэтому наша основная задача направить наши сильники, которые вот эти наши самозванцы, которые Горскую республику хотят, протекторат хотят сделать, или там сделать, значит, какую-то другую конфедерацию народа Кавказа. Это просто люди, которые сегодня играют на руку Кремлю. Как они играют на руку, мы должны понимать. Они тем самым дают возможность Путину говорить, вот видите, они хотят нас напасть, они хотят нас развалить, они хотят, чтобы мы друг другом там умирали, а там массово ходят и начинают говорить, о, мы против Запада, Запад нам не нужен, они нас всех хотят убить. То есть там идет сильнейшая пропаганда. Пропаганда и самое главное то, что Запад не принял такого решения и не принимает о том, чтобы развалить Россию. Поэтому мы должны четко, определенно знать, что мы должны идти по линии того, что необходимо освободить территорию, скажем, Чеченской Ичкерии, Грузии, Украины, Молдовы, Беларуси. Эти республики, страны должны быть освобождены в первую очередь. Потому что мы тогда столкнемся, если мы не будем другое говорить, там, о развале, все такое, это мы столкнемся вот с тем, что, на что Запад пока что никакие там шаги в этом отношении не делает. Вот как говорит Ансерон, там, они же разные, у них там течения партии, разные движения, они до сих пор вот не могут решить вопрос, вот сегодня должны решить вопрос о предоставлении помощи Украине. 60 миллиардов. Чего-то они будут рассматривать. И сколько лет они, месяцев они рассматривают простые вопросы, которые можно было бы решить. А вот диктатор, он моментально решает те или иные вопросы. То есть ситуация такая. Если они не понимают нас, и мы их не понимаем также. Мне кажется, в этом направлении должны думать все наши люди. Я имею в виду граждане нашей республики, чеченцы и наши друзья. Так что Джохар для нас был и остается лидером, значит, героем чеченского народа всего Кавказа. Его воспринимает и Украина сегодня, как видите, что он говорил. В общем, ситуация такая. Вот мы надеемся, что все же Украина даст это делать, и мы должны в этой ситуации не дать себя обмануть еще раз, чтобы эти разного рода деятели, которые когда были у нас еще там дома, вот тогда они нас организовали, вот сейчас Виссарион говорил, как они там вот себя вели, и тогда еще. Сегодня они подняли, как говорится, голову или хвост и начинают здесь из себя изображать. Поэтому эти вещи очень важны, это нужно знать не только вот друзьям, это должны знать и власти этих государств, это должны знать и в Украине, это должны знать и на Западе. Мы должны над этим работать. Прекратить вот эти религиозные вот эти вот трактовку всех этих вопросов,
и перехода, скажем, на другую там форму одежды, и все такое, потому что, почему? Не потому что это плохо, а потому что по этой именно, значит, формулировке, по этому виду они нас ассоциируют. Вот с ними трудно, вот это невменяемые люди. Мы должны быть очень просты и ясно рассказывать нашу позицию. Над этим мы работаем, президиумы, над этим мы будем дальше продолжать работать. И наша вот сегодняшняя вот эта встреча, она как раз есть та встреча, которая направлена на то, чтобы вот в информационном плане разъяснить остальному миру, что вот что такое Чеченская республика Ичкерия, а не то, что вот навязывает постоянно, говорит Кремль. Нет, это не фанатичные люди, это не значит, те отступники от международного права. Наоборот, мы создавали наше государство, и это было решением нашего народа, общенациональный съезд чеченского народа, и это был традиционный многовековой форма правления нашего народа, референдум, это как Мехпел. Собирались люди, выборщики от каждой там 1000 человек и решали со всего мира эти линии. Вот что это было. Хотел я это отметить еще. Спасибо вам. Баркал, Аят, Баркал, спасибо. Вот тут вопрос задается, этот, конечно, и грузинам, и чеченцам этот вопрос и актуален, и по сей день он актуален, но вот у украинцев он тоже сейчас стал остро. И вот вопрос, я думаю, Аят, сперва вам, а потом и Виссариону. Как посчитаете нужным? Как сейчас в условиях войны создать условия, чтобы в Украине выявить и локализовать работу кремлевской агентуры? Вопрос объемный и непростой. Виссарион может ответить. Значит, как я понял, как мы можем помочь Украине? Да, выявить агентуру, локализовать и выявить кремлевскую На агентуру. стороне Украины работают разведки и контрразведки. Я даже ленюсь перечислить, сколько западных стран. Да. То есть у них миллиардные субсидии, миллиардное финансирование, так что кого, но это не наша забота. Там, я не специалист по контрразведке и прочее, а у них там тысячи генералов только, наверное, сидят. Американских, немецких, французских, английских, я устанем перечислять. Но общие черты, конечно, есть. Там, Кремль всегда как-то пахнет. Знаете, мы же старые люди, мы привыкли. Мы по двум фразам можем сразу по запаху Кремля узнать. Вот, но кто нас послушает? Кто послушает? Они же там, знаете, они наверху там, а мы где-то внизу. Дометий вас послушает, который задает вопрос, и я с удовольствием послушаю. Из опыта, из вашего опыта, из Грузии, из Ичкерии, вы же в Ичкерии тоже были, Виссарион. Да, суть в том, что главное выяснить интерес. Какой интерес у России? К чему она стремится? Там сказать, что Россия стремится сейчас к захвату Европы, ну это же, то есть не могут один серьезный так более-менее большой город захватить месяцами, тысячи людей там убили, это своих, это не могут, то есть продвинуться вперед, продвигаются неделю на полметра, ужасающими потерями, то есть у них вряд ли может фантазия такая больная, что они дойдут до Киева. То есть выяснить их цель реальную цель. И исходя из этой цели, посмотреть, кто работает на эту цель. Кто работает на эту цель. Вот кто, например, стимулирует, что Украина вступила в проигрышные переговоры? Кто над этим работает?
И вот этого ряда. Я говорю о политических аспектах. А военных, конечно, я не специалист, я не могу там военную разведку там вот, так, что-нибудь посоветовать. Но что касается политической, то надо следить, вот, кто проталкивает идеи, которые вредны. Для нас очень важно это, для Чечении, Ичкерии. Вот мы все там должны думать, вот какие вредные влияния, что идет нам во вред. Вот и сам недавно, вот только что говорил, вот тенденции, которые наносят нам вред, это там религиозный экстремизм, не религиозность, а экстремизм. Что-то такое, что мы показали себе, что мы люди там 17 века. Вот такие тенденции, они вредны. И против этого надо бороться, когда мы видим, что кто-то вот это проталкивает, мы уже знаем, что это против нас проталкивает, против наших народов. Вот и на Украине то же самое можно посоветовать. Вот это вот все. А остальное там большие братья есть, и они пусть позаботятся. Спасибо, спасибо, Бессарион. Аят, Да, вы, я мы согласен с тем, что сказал Виссарион полностью. Но добавил бы, что эта война необходима и нужна именно этой империи и Путину, который столько лет засиделся там. И, естественно, ситуация в самой России, она не такая благополучная для народа. Потому что там были очень много движений раньше, вы помните. Сейчас никто не может выйти, все стоят под козырек, кто там слово произнес, и все сажают. То есть там диктатура, открытая диктатура, там, значит, невозможно сказать слово, сразу по 7-8 лет. Поэтому война в Украине и поиск, значит, врага, который главный наш враг, который сидит против народов, скажем, этой России, он, значит, организует нового себе врага и ведет вот эту войну, вот, обзывая его тем-то и тем-то делает. И, конечно, у него враги и чеченцы, и грузины, и другие народы, против которых они это все поднимают. Но по большому счету, вот как Виссарион, это политика такая большая, это политика на стороне двадцатки или семерки, а там мы, как бы, значит, находимся не за этим столом, и они там смотрят, какие у них, значит, фишки, куда они могут, значит, направить свое, значит, усилие для того, чтобы решить общие какие-то им нужные политические разговоры. Идет разговор о том, что, скажем, Иран и Китай там, и Северная Корея, они, мол, ос зла, они готовы сегодня выступить против всех государств. К тому же я причислил бы и эти все так называемые исламские государства, не потому что там население исламское, а потому что во главе сидят тоже диктаторы почти везде. И они, ни одна из этих исламских стран, нашу страну чеченскую вообще не признали. Я помню, когда мы еще в 94-м, 5-м, 6-х годах, когда вот эту полномасштабную войну вели, и Жагар, когда погиб, и значит, был уже президент Пармендарбиев, он уже потом говорил, что мы только через исламский народ можем добиться все такое. Хотя, я помню, были и возражающие ему, и не верили в это, потому что в ходе войны представители этих стран нам приходилось с ними сталкиваться. Они всякие такой поверхностные разведывательные усилия принимали, но нам помогать не хотели. То есть я имею в виду руководство этих исламских государств, на котором мы уповали. На самом деле оказалось, что там никакой помощи они не хотят, они наоборот сказали, что мы должны быть под Россией. Даже вот этот Хамас, который там напал вот последний раз на Израиль,
он там активизировался, потому что, с моей точки зрения, потому что они хотели ударить по сопротивлению Украины. Украина сопротивлялась, а они в этот момент открывают новый фронт, который был полезен именно, значит, Кремлю. И вместе они их принимали в себя, ХАМАС, и они там вот говорили о нас, когда наше сопротивление было. Они встречались с Кремлем и прямо там заявляли, этот ХАМАС, там был там другой руководитель, а сейчас это одно и то же. Они заявляли, что Чечня – это часть России, а сами они там боролись, вроде бы они хотят освободиться от оккупации Израиля, а на нас они говорили, что это часть России. То есть это лицемерие, которое вот так вот происходит. И мне кажется, здесь это религии просто используются, и христианские, и мусульманские, другие религии используются этими властями для того, чтобы управлять этими народами. Поэтому мы заявляли много раз, мы говорили, делали заявления о том, что происходит в Украине, свою позицию говорили, сейчас сказали, так? Поэтому другого ничего нельзя сказать тому, кто этот вопрос задал, так? Что можно делать. Это дело власти с нынешней России, то есть Украины, которые должны в этом разбираться сами. Но видно, там очень большие группировки во власти даже. Вот и все. Барковая. Спасибо. Так. Если есть вопросы, пишите, друзья. Пишите в чат, и я их зачитаю нашим уважаемым гостям. Друзья. Так, и кто желает, ссылка есть в чате, вы можете присоединиться к нашему стриму сегодняшнему памяти Джохара Дудаева, информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодняшний стрим у нас выходит 20 апреля 2024 года, к 28-й годовщине гибели Джохара Дудаева. Завтра исполняется 28 лет. Завтра, да. Да. Так, знаете, еще очень важно, хотелось бы и вот тут в стриме об этом сказать, по ситуации в Украине, которая происходит. Дело в том, что мы знаем, что Путин взращивал Кадырова, вот этих гауляйтеров, убийц чеченского народа, для того, чтобы контролировать ими генералов, тех, кто не слушается, в том числе. И у самого Путина есть такое выражение, было это выражение, что нужно якобы посмотреть, кто сильнее в России, имеется в виду, из группировок. И он имел в виду, что он сильнее всех, вот этими словами, что у него банда более сильная. Именно такую систему они пытались выстраивать у нас во время межвоенного периода, когда их агентура у нас действовала, и использовались разные отряды вооруженных людей, так как у кого не было вооруженных людей, он становился легкой добычей российских спецслужб, и таким образом агентура внутри чеченского государства имела своих солдат, и другие вынуждены были. И сейчас вот я все чаще и больше замечаю, об этом хочется сказать, говорил и... Все на столе, оставай. Алла, у вас микрофон включен. И вот возникала такая ситуация, когда вроде бы все понятно, Россия ведет имперскую войну, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, прямо сказал, о чем мы, кавказцы, и чеченцы, и грузины, много десятилетий предупреждали, что Россия воссоздает, как говорил Автурханов, третью советско-большевистского типа, советско-фашистского типа империю. И Киев им нужен был для того, чтобы эта империя имела настоящую историю Киевской Руси.
Сейчас же, несмотря на все вот эти вещи, которые я сказал, мы видим, что некоторые украинские деятели начинают представлять только лишь Путина и кадыровцев. Они их называют еще чеченцами, они даже их не выводят за рамки чеченскости и называют их кадыровцами. И теперь они заявляют о том, что уже многие, уже открыто украинцы начали об этом говорить, что оказывается именно кадыровцы есть заградотряды, только они заградотряды, хотя это неправда, русские заградотряды есть, конечно, и кадыровцы, наверное, есть и кадыровцы, но в основном это русские заградотряды. И кадыровцы являются только лишь одной из частью таких силовых карательных органов, которые есть у Путина, у России. И сейчас Закаев, нелегитимный человек, который представляет себя властью чеченского народа, и украинские власти, которые вот мы задаем вопрос и не можем понять, почему Конфедерация горских народов Кавказа там существует, Руслан Кутаев, который является российским деятелем, который открыто говорит, мы никогда не уйдем из России. Это факт, который он говорил, и в Украине человек принимается. Вместе и с Закаевым дружит он, они вместе строят свои планы и так далее. В итоге фактически получается, Закаев будет представлен нам как религиозный деятель, который уже отказался от демократических принципов, от демократической конституции 1992 года, перешел на так называемую конституцию 2002 года, которая не является конституцией. И фактически мы видим то, что украинцы пытаются из русско-украинской войны, из русской агрессии сделать эту агрессию чуть ли не чеченскую, не кадыровскую, не ФСБшную, не какую-либо другую, а именно чеченскую. Вот в связи с этим у меня, вот извините, что так долго говорил, Аят, у меня к тебе вопрос, Бессариону вопрос. Было бы хорошо, украинцы должны еще подсоединиться. Им бы я бы этот вопрос задал. Есть ли угроза, Аят, тому, как вы видите, есть ли угроза тому, что в итоге получится так, что мы, чеченцы, останемся крайними, под видом уничтожения кадыровцев будут уничтожаться все чеченцы, все, которые более-менее представляют какую-то угрозу для России в первую очередь. И в итоге какой-нибудь Руслан Кутаев и Апти Алаудинов вместе с Ахмедом Закаевым, это все люди, которые больше имеют к военным отношениям, к российским военным отношениям, они станут во главе нашей республики, и лет еще, наверное, сколько-то будут представлять Палестину, новую Палестину, потому что эта Палестина уже заканчивается, и сейчас нужна новая террористическая такая точка, откуда будут исходить угрозы всему миру. Аят, что вы думаете по этому поводу? Я что думаю, да, вот в этом направлении мы и видим, что идет процесс, как бы. Но какое-то решение не приняли и не принимает украинская власть в отношении этих людей и этих движений. Видимо, каким-то там вот группировкам от власти эти люди нужны, и они их там держат. Вот то, что мы после того, как вот с Аллой мы много там несколько месяцев трудились по поводу вот признания нашего государства, Алла еще может сказать об этом, она здесь. И собирались мы поехать туда, в Украину, чтобы какие-то отношения наши строить. Но фактически там нас не пожелали пропустить, наш без визы, там мы не можем проехать туда, военная страна. А эти люди так каждый день, как будто у нас Чуроспартан ездит туда. Поехали, приехали, везде со всех концов ездят и начинают вот это свободно разъезжают, говорят о том, что они хотят те вот вопросы, которые они поднимают. И рядом с ними находятся люди, которых мы знаем, кому они служили еще в то время, и которых знают многие из нас.
Это люди, которые, значит, воспринимаются там, и они свободно находятся там. Почему это? Это вопрос, вот, который ты поставил, это вопрос, возможно, что так и можно его рассматривать, потому что так этот вопрос стоит не только у тебя, это вопрос, который стоит вообще у нашего народа и у всего зарубежья, кто думает о восстановлении нашей религиозной нации после деоккупации. И будет ли так или нет, я думаю, что, значит, здравый смысл возобладает, и если уже победа будет за Украиной, то эта Украина, победа ее должна распространяться не только, скажем, на Украину, потому что остальной мир поддерживает эту линию. Мы тоже на этой линии стоим, и вообще в этой линии мы не отходили, потому что это линия нашего народа. Так? И если она, значит, эта линия будет на международном уровне поддерживаться, то да, это будет то, что необходимо. И, скажем, демократы, которые вот наши многие люди, демократии, они называют ее как угодно. Вот что вы, друзья, что такое демократия? Демократия, ну, двумя словами, это власть народа. Как? Власть народа. А эти все против власти народа. А чью власть они хотят делать? Свою власть под прикрытием тех или иных там, значит, идей или религиозных, экстремистских или еще что-нибудь. Мы говорим о том, что это власть нашего народа, и демократические страны в этом вопросе, понимая, зная, а мы готовы это доказать, и много раз доказывали. Я бывал, кстати, в многих местах, и в Америке, и здесь во всех европейских этих высших организациях государственных, в Страсбурге, там, все не буду перечислять, где эти все документы предоставлял, показывал. Я помню, вот мне вот был президент Рассел Джонсон, мы несколько раз с ним встречались, и он говорил, сейчас ситуация такая, мол, реаль-политик. Я говорю, что значит реаль-политик? Отказались это? Ну, не отказались, а пока что реаль-политика, это политика, которая, значит, диктуется нам ситуацией в этой мировом пространстве. То есть идет борьба между диктаторскими, скажем, государствами во главе с Россией, Китаем и, скажем, Ираном. Посмотрите, как это получилось. Они по всем религиозным направлениям, Россия, скажем, христианское государство, как они считают, хотя мусульман там есть, преобладают. В Китае, там, вы знаете, вообще никакой религии своя, там буддизм или еще что-то. А в Иране, значит, шиизм. То есть вот эти все три религии как бы соединились, так, и в одной, как говорится, в одну точку бьют. Это странно. Понимаете? Поэтому сейчас, если демократические страны имеют эту силу, вот эту свою грузную, вот эту свою ношу, свою лично не поднимут и не будут быстро решать эти вопросы, эти диктаторские страны, видите, даже при всем их убыточном положении в отношении вот западных стран, они быстро решают свои вопросы, те или иные. А эти не могут вот Украине даже какое-то время до сих пор помочь, вот мы говорили. Поэтому, исходя от этого, я думаю, что все, что Западе получится пробуждение, и они начнут действовать в том направлении, как надо. Вот что я думаю. Я не верю в то, что это так будет, но мы не можем, те, которые понимают, не можем поддакивать этим силам и этим, скажем, направлениям. Мы не можем обманываться, и не должны в этом отношении обманываться наши люди, наши граждане, которые думают, что сейчас, некоторые из наших думают, сейчас пересидим там потихоньку, и вопрос решится. Как решится? Ну, вот они там между собой подерутся, все решится, а потом мы спокойно придем к себе на родину или где-то там пробудем, отсидимся. Так не получится, как видите. Война идет, она чуть ли не мировая, противостояние вот такое
Поэтому всем надо подняться, всем надо думать, о том надо советоваться, думать и становиться на эту позицию. Вот так я думаю. Баркалаят. Спасибо. Виссарион. Если... Есть же поговорка: на Бога надейся, сам не плащай. Да. Русская поговорка, но у нас в собственных языках тоже она есть. Да. Так что, конечно, там можно надеяться, что все уладится, но без нашего вмешательства и без нашей активности для нас хорошо ничего не устоится. То есть на каждом этапе каждое поколение должно бороться за свою нацию, а старшее поколение должно наставлять их. Мы сейчас старшее поколение. Мы можем, единственное, что мы эффективно можем, мы свой опыт можем передать. Опыт. Свое мировоззрение. Так что эта борьба, она была, есть и будет. Все время это было. Вот если посмотрим назад в историю, то наши народы веками боролись сами за себя, не надеясь ни на кого. Так что так не может быть, что за нас кто-то это все сделает, и нам это, как его, постельку принесут, горячее кофе и это, как его, круассан. Мы сами это все должны делать, наши потомки должны делать. Мы должны их воспитывать, а в этом аспекте государственности. То есть это мы должны беречь и передать им вот нашу законность, легитимность. Вот я в этом вижу нашу общую, кто мы собрали здесь, общую цель. Что мы должны сохранять легитимность, хранить ее и сделать так, чтобы будущее поколение, когда будет возможность, этим воспользовались. И, конечно, должны всегда указывать на тех, которые вот этому мешают, которые стараются государственным проблемам подмещать религиозные или какие-то еще другие культурные и прочие проблемы. Надо разделить эти понятия. Религия сама по себе, государство само по себе, культура сама по себе. Их если смещать, то ничего хорошего не получится. Это мировой опыт такой. Так что вот я думаю, что вот ничего большого мы не можем. У нас пушек нет и этих, тем более авианосцев, которые стоят по 10 миллиардов или 20 долларов. Но у нас есть правда. И вот эту правду мы обязаны и должны и можем передать последующим поколениям. Вот. Я думаю, наша задача не очень сложная. Она сложная тем, что есть такие вот всегда стараются нас в какие-то мелочи, понимаете, вязать, какие-то мелочи. И чтобы главное осталось без внимания. Вот я как вижу, президиум вот правительство Ичкерии, оно вот постоянно борется за то, чтобы вот эти главные вопросы не были так нивелированы второстепенными, тем более вредными этими, как его, попытками. Это очень сложный такой вопрос, знаете, вот это устойчивость, идеологическая устойчивость. И вот это очень полезно и очень хорошо. Президиум с этим, я думаю, справляется. А, конечно, враги будут, критики будут, ругать будут, охаивать будут, но держаться надо главного, легитимность. Легитимность, 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 конституция, воля народа. Вот эти столпы, на которых может стоять наше будущее, вообще будущее. Вот мое мнение вот так. Ясно, спасибо. Здесь еще вопросы есть потихонечку, если с вашего позволения я их тоже задам. Здравствуйте, говорит Эдмамедов. У меня есть вопрос, он нас пока смотрит, который с нами сейчас тут был. У меня есть вопрос к Аяду Идигову. Почему некоторые представители Украины, такие как депутаты и государственные служащие, встречаются и представляют
представляют незаконных деятелей, таких как Закаев и его сторонников. Это является нарушением Конституции Ичкерии. Кроме того, это также нарушает законы Украины, учитывая, что Украина признала оккупацию Ичкерии. Как вы считаете, как можно привлечь к ответственности за эти незаконные действия? Спасибо. Ну вот то, что украинцы и депутаты встречаются с ними в каких-то там местах, я уже говорил, они по всей, скажем, Украине туда часто ездят, там бывают, потом они в разных международных организациях с ними встречаются, говорят. Но рассматривая это, я вижу, что здесь вопрос в том, что вот украинские депутаты, они их рассматривают как общественные организации. А эти себя выставляют чуть ли не, значит, лидерами сопротивления нашего государства, какие-то там поднимают незаконные документы. Раньше они одну политику вели, сегодня другую. То есть они находятся в таком состоянии, с одной стороны, украинским, скажем, депутатам здесь необходимо, чтобы они как-то, значит, работают с общественностью, работают с международными организациями, тем более вот чеченскими, чтобы познакомиться с ними. А эти, значит, люди, которые себя представляют таковыми, так, они, и это и Закаев, и другие, они из себя, значит, выставляют государством, они хотят решать все вопросы, связанные, значит, нашей государственностью. Это вчера ко мне были разговоры о том, чтобы вот, давайте мы рассмотрим их и накажем, и такого. А я говорю, а как мы их можем наказать? Мы должны их разоблачить, чтобы люди знали. Нет, мы там их, если вот некоторые были люди, что вот надо, значит, пригласить и там по шариату их рассматривать. Я им сказал, что это если какие-то личные там есть противоречия или какие-то проблемы личные, как это традиционно бывало у нас многие века, это рассматривать. А рассматривать вопрос государственного устройства, государственного преступления, это вопрос нашего народа и государства. Мы не можем это рассматривать. А здесь мы должны, мы говорим об этом, этим депутатам писали, многим говорили, и их общественным организациям, которые есть там партиям, что вот такая ситуация должна рассматриваться, и когда вы понимаете нашу республику как государство, как вот сказано, что она оккупирована, то отношения надо иметь с легитимной властью, президиумом, говорили. Но, как мы вот уже ранее отмечали здесь выше, это вопрос с места пока что не сдвигается, но мы думаем, что это будет, продвижение будет в этом направлении. Ясность в этом вопросе придет до того, как говорится, как бы не провалились мы в пропасть, до этого надо этот вопрос решать. И мы этот вопрос остро, значит, стоящий, пытаемся решить. Вот и все. Баркал Аят. Дальше еще один вопрос вам, Аят. Вопрос уважаемому Аяду. Это вопрос от Ливана Кочарава. Возможно ли деоккупация Чечении без восстановления законного правительства, президиума правительства ЧРИ? Почему самозванцы игнорируют юриспруденцию? Вот из той же части. Ну, если об этом говорить, они самозванцы игнорируют юриспруденцию, здесь ясно одно, что они работают, вся их работа и деятельность направлена в пользу нынешнего Кремля. Они еще будучи, когда еще мы были, значит, там дома, все, ну, некоторые из них участники, они тогда открыто заявляли, что они не хотят, чтобы наше государство признали как суверенное. Они делают заявление. Это делают заявление, к примеру, вот это Закаев. А здесь, находясь на Западе, они снова здесь делали
в 2001-2002 году, потом в 2003 году, кажется, да, в 2002 году тоже, что мы, якобы, наша территория является частью России по плану Хасбулатова. Принимали этот план. То есть фактически они принимали решение о том, что наша территория, наша страна является частью России. Представляете себе, они выступали от имени, скажем, нашего государства, а им вторит Кремль, дает им всякие возможности, чтобы они где-то выступали, им подвязывают разные информационные агентства, которые, видно, они проплачивают, и они эту работу ведут. А они, эти информационные агентства, эта агентура работает чуть ли не по всему постсоветскому пространству, и даже на Западе, конечно, они тоже работают. И таким образом они о легитимности, какой может разговор, разве о какой-то легитимности говорит Кремль. Если они на Кремле работают, а работают они тем, что они утверждают вот то, что я сейчас сказал, что мы являемся частью России. На словах они по периоду, один период говорят одно, потом другое, а на самом деле они принимают разные документы, что вот, значит, что мы являемся частью, наша территория является частью России. Это было тот период, который я сказал. И теперь в последнее время, в 2022 году, потом в 2017 году, вот как ты сам повторял, говорил, они принимали решение, якобы, что они вот когда себя обозначили при действующем президенте в 2007 году, обозначили себя, значит, противником действующего президента, назвав его предателем, хотя то никакие доказательства они не привели, и себя назначили в купе несколькими депутатами, назначили себя премьер-министром. То есть ту должность, которая не существует, у нас кабинет министров возглавляет президент. И вот они начали, говорят, они начали свои там флажки, свои гербы, использовать нашу атрибутику и ведут. То есть это идет вот такая вот пропаганда, чтобы захватить все, скажем, рычаги власти, поэтому выставляют этих людей вперед и говорят, вот они власть, и они будут принимать решения. А они уже приняли решение, уже в 2002 году. Они приняли это решение. Они тогда говорили об этом, заявляли, что наша территория есть часть России. А так как мы боремся, президент, правительство, другие наши люди борются за это, и они противодействуют нам. Так-то вопрос, если бы, как вот говорил сейчас, если бы борьба наша не продолжалась, а у нас много людей, которые еще до сих пор живы, которые есть и на Западе, которые есть и в самой Чечне оккупированные, которые все знают, а эти вот информационную пропаганду идут, и им, конечно, о какой легитимности или о каком законе они могут говорить. Когда мы идем им обвинения, представляем обвинения те или иные, они ни на один вопрос никогда не отвечают. Почему? Потому что им нечего отвечать, потому что это сразу очевидно будет, что они молчат. Вот поэтому, насколько я понимаю, это все. Баркалаят. Далее вопрос от Дометиева. Я хочу еще спросить, проводилось ли, это возвращаясь к нашей сегодняшней теме, расследование проводилось ли после гибели Джохара Дудаева, ведь явно там без предательства не обошлось, нашли ли людей, кто его предал, какое они понесли наказание. Ну, наверное, по этому поводу была специально назначена комиссия, был специальный указ по этому вопросу, так, чтобы его рассматривали. Но после гибели Джохара какое-то там движение было. Даже по этому поводу я делал специальное заявление, будучи в парламенте, так, по этому поводу делал заявление и мэр, племянник Джохара Дудаева, и говорил, почему не расследовать, что делать. Но оно было как-то в этом направлении, в гуще тех событий, которые были
потом нагнетались там. Там вводились разного рода провокационные действия со стороны Москвы. Оно как-то вот не то, что затухло, оно осталось открытым до сих пор. Если спросить меня, конечно, это было предательство. Если даже не предательство, всегда ищите тому, кому это было выгодно. Эти люди были. И сейчас окончательно сказать, тот или иной этот предатель, в этом вопросе нельзя. Но вот такое вот было направление, решение было, но потом война, потом снова война, потом вот эти противоречия, которые с принятием в республике там шариатское управление, парламент выступил против, отменил указ президента Масадова, вот эти все в этом процессе этот момент как бы ушел в тень, но не забыто ничего до сих пор. Баркалаят. Так, тот же Дометиев задавал вопрос по поводу, как Джохар Дудаев выявлял и боролся с кремлевской агентурой. Это для Украины очень насущный такой важный вопрос на сегодня. Можете поделиться? Как это можно сказать? Можно говорить вот на примере, вот был такой Немаев. Он был руководитель даже нашей делегации. И он был как бы раскрыт, его действия были раскрыты на переговорах, которые в 1995 году произошли между нашей стороной и Россией. Там было, переговоры были разделены на 3 блока: военный, политический и экономический. По блоку военных вопросов этот руководитель нашей делегации по вопросу о походу отряда Басаева в Буденновск, они приняли сразу же первый протокол о том, что российская и чеченская сторона будут, осуждать этот терроризм якобы, и что они, вместе будут ловить отряд Басаева. В 95-м году, да? В 95-м году, да. А кто, можешь фамилии назвать, кто принимал участие? Просто ты много раз рассказывал. Имаев руководил этой нашей делегацией. Там был Закаев, там был Имаев, там был Велиханов, там был Масад, 4. И на этих переговорах, еще потом, когда мы решили, что Джохар и когда мы собрались, отдельно от них, конечно, отменить вот это мы не могли, потому что они подписали, но мы думали, как быть из этого. Заменить делегацию не могли, потому что это было в пользу Кремля. И что тогда решили сделать? Конечно, решили к тому, что надо войти в эту делегацию. И мне сказали, ты должен войти, и президент, и ты войти в эту делегацию. И я уже 5-м человеком вошел в эту делегацию. И когда я спросил, что это такое, как, они сказали мне, что, я так понимал, по крайней мере, этот Масадов, он в этом вопросе, он был, видно, он военный, он был менее всех там компетентен. Вот по этим военным вопросам и по этим политическим спрашивал меня, как, что это такое. Вот они говорили, что это все пойдет. А оказывается, они обратились к этому Шамилю Басаеву и сказали, вот, что вот такая ситуация, надо подписать такой протокол, дай согласие. Басаев здесь не имел никакого, в смысле, политического значения, в политическом плане. Он мог сказать только свое мнение. Когда они ему сказали, они, говорят, заявил, что да, я подпишите что угодно, лишь бы эти русские убрались отсюда. А на самом деле это
документ, это означало, что якобы мы террористы и бандиты. Мы их назначили, всем им дали звание выше награду, всех, кто пошел в Буденновск, а здесь вот такое было. И когда уже потом мы спрашивали, я спрашивал, собственно, при встрече, когда у нас были какие-то выходные дни переговоры, я спросил у Басаева, почему это так, почему ты им сказал. А он мне ответил, что вот этот Имаев мне сказал, что это надо сейчас подписать, ты поддержи, а потом я на международной арене этот протокол отменю. То есть они практически обманули его, а тот говорит, я что знаю, вы же политики. Поэтому этот человек был выявлен, и с ними, которые были, вот я вижу, что Масада в этом вопросе был, собственно говоря, не посвящен, и он мне даже вот спрашивал, что и как тогда. Ну, в общем, вот такая ситуация была, и, естественно, потом этот Имаев по подпису договора, соглашения по блоку военных вопросов, там тоже они ставили вопросы, хотели блок военных вопросов, соглашение заменить сразу на договор. А как они хотели? Они вместо соглашения подготовили, русские подготовили не протокол, а договор, уже договор, сам есть договор, в котором был уже якобы и блок военных вопросов, политический и экономический вопрос. И пытались его подписать и подсовывали. И некоторые из них этот договор подписали, и меня тоже они пытались убедить в том, что надо это подписывать. Я категорически выступил против, категорически. И там все эти дела, как бы, значит, трудно было с ними в этом отношении разговаривать. И в нашей делегации вот эти люди оказались, некоторые, не все, но оказались. Поэтому вот Имаев был выявлен таковым, и он был, в общем, отстранен от всех должностей. Ну вот про один случай я вам расскажу, таких, конечно, много. Спасибо. Спасибо, Аят. Далее тоже вопрос вам, Аят. Ассаламу алейкум. Почему за период правления Ичкери не было введено в эксплуатацию паспортов и денег, госмонет Ичкери? Что этому препятствовало за все это время? Баркал. Ну, вот это то, что паспорта и деньги, то есть какое-то количество так, экспериментальное, оно было доставлено, так, но уже началась война, так, и я помню эти паспорта, которые пришли тогда, их 3 вида было, эти паспорта, значит, Джахар показывал нам всем об этих, они говорили, вот Муса даже, вот, который здесь, он тоже с этим сталкивался. И мы не могли, это уже война пошла, и дальше вот в этом направлении вот это все. И деньги уже были напечатаны, ну, то есть такой экземпляр какой-то, первый экземпляр прошел, а потом это все осталось, война и война. Вот что-то. Поэтому. Баркал. Да, пожалуйста, Бессараб, только микрофон включите. Я по этому именно вопросу, было специальное заседание Кабинета министров, и нам показывали денежные знаки, которые должны были быть напечатаны, паспорта, которые уже были напечатаны. То есть немного было, а экземпляры и деньги были примерные экземпляры, тестовые, так сказать. Образцы. Также я помню, что этим делом, если не ошибаюсь, занималось 2 братьев в Британии, чеченов. Да. Я их фамилии не помню. Но Хуциевы, братья Хуциевы. Да, они вплотную этим занимались, и через некоторое время еще на заседании Кабинета министров Джохар жаловался, что, кажется, одного из них из-за этой активности убили. Обоих убили. Обоих, да.
которые занимались, то есть выследила, как это, разведка или что было, российская. Российская, да. И их, это настолько опасно было, что представьте себе, там огромную работу провели, все было готово уже, и в это время, значит, убили, и вот это дело повысило, и потом, как Иса сказал, уже война, и все, некому было этим заниматься. Так что это активно работали очень над этим. Да, это велась работа. Да, да. А сейчас они здесь на Западе, уже вот эта команда, о которой мы говорим, значит, придумали какие-то паспорта, какие-то там еще награды самостоятельные и раздают здесь налево-направо, кому можно, не можно, эти награды самозванцы раздают здесь. Вот, ну, это вообще непонятно. Люди вообще не понимают, с чем они имеют дело. Вот такое вот идет предательство, это подмена, да. Так, кто-нибудь еще хочет сказать? Вот вопрос от Эда Мамедова. Как вы думаете, тех людей, кого приблизил Масхадов, они же его и предали? Вопрос Аяду пишет. Ну, как сказать, что они его предали? Конечно, в окружении всех Много было. предателя, так? Но то, что мы сегодня видим, то, что происходит, так, здесь уже это вопрос будущего судебного разбирательства, следственного, так? Но на самом деле те, которые были вот, близкие рядом, мы видим, что они отступили от этой линии, забыли, чем они занимались, или оказались не настолько, как говорится, крепкими, как себя изображали. Это, конечно, очевидно всем, и все это видят. И сейчас вот говорит, что да, Масадов поддался, скажем, он очень был такой добродушный человек, верил многим из них. Это было не только с ним, это было и вокруг этого Захара Дудаева тоже были такие. И они там себя показали. Что я помню, когда значит, вот эта военная акция началась, военная, широкомасштабная, в 1994 году, мы с Джагаром, когда вот встречались, он говорил, вот смотрите, что эти люди делают. Они себе везде там, выступая, говоря и то, и другое, себе отходные мосты оставили и ушли. Некоторые там члены, значит, парламента, члены кабинета министров, когда еще в тяжкие времена шла эта война, им давали примерно вот какое-то задание прямо, давая вот эти вот. Они уходили и исчезали. Ну, исчезали. А потом, когда все это война вот закончилась, мы победили, они возвратились и себя изображали деятельными, там сказать, что они защищали нашу Родину, а на самом деле они были таковы. И таких людей здесь сейчас в этой команде, которую я говорю, их предостаточно. Сейчас, да. Поэтому сейчас у нас нет ни судебного, ни разведывательного органа. Мы находимся на территории других государств. Это вопрос будущего, но, по крайней мере, мы должны документально это все видеть и подтверждать и факты, и чтобы были налицо. Только так. Баркалает, Баркалдерису. Мы более 2 часов в эфире. Друзья, некоторые наши гости до сих пор не подключились. Не знаю, с чем это связано. Да-да. Я предлагаю каждому еще высказаться, кто хочет. Муса, Алла, Иса, наши участники. Да, кто желает, пусть выскажется. Если нет желает, тогда мы будем заканчивать. 2 часа уже говорим. Да, почти 2,5.
Тут вопрос еще один задается. Настаивает человек на этом вопросе, поэтому я его вам зачитаю, так как не знаю, он уместен или нет, к вам его задавать. Но почему не довели уголовное дело против Клинтона? Дудаев сказал, что против него возбуждено уголовное дело. И вообще, что известно по этому делу, если можно? Ну, по этому поводу я не могу сказать, почему не довели. Не довели, потому что нам не до этого уголовного дела было. Бомбы на голову сыпались, война шла, потом всякая вот эта ситуация была не такой, чтобы вот решить этот вопрос. Джохар погиб, и многие наши люди погибли. То есть война продолжалась, мы почти вот, так сказать, считайте, с 91 года почти до 2010 года, фактически 2007 года война продолжалась открыто, а потом она перешла в партизанскую форму, и там насадили марионеток, поэтому не потому, что мы там могли бы судить Клинтона. Там Клинтона я не знаю, там было про Бутрус Гали, это генеральный секретарь ООН, который там заявлял, что он, мол, против, мол, это Джохар там запросил, чтобы этот вопрос вынести на обсуждение. Он сказал, что мы не будем этот вопрос выносить, потому что, мол, это если мне скажет об этом Путин или Ельцин, или кто-то другой, мы и вынесем. А то, что вы скажете, нет. И тогда Джохар сказал, что вы заслужите того, что вас должны судить, и время покажет, на что вы были способны. Вы не защитник того, скажем, органа, который вот называется Организация Объединенных Наций, которая могла бы, значит, решать права и там защищать, вместо этого вы угнетаете. То в таком духе осуждаешь Джохар против него выступил. Так мы могли так заявление сделать, и Джохар, и другой. Мы могли бы это сделать, если бы вот что вот рассказывал Алла, когда мы в 95 году готовили вот этот военный трибунал, но и он там не получился, потому что они, война пошла там везде. Представьте, по всем селам, по всем города, я же говорю, увидите сам город, по всем селам, везде бомбили, стреляли, значит, запускали ракеты. Ну, представьте, 250 тысяч человек более было, из них 40 тысяч детей погибших. Это каждый четвертый человек был убит. А мы не говорим уже о том, сколько было ранено. Представляете? Вот такая ситуация была. То есть это вопрос, он не закрытый, но он открытый. Мы сегодня говорим о том, что Запад здесь допустил промах, скажем, или, значит, не выполнил свои обязательства с точки зрения международного права и чеченским народом, да и перед другими народами, и перед Грузией, и другими. Сегодня вот они что-то пытаются делать, и мы надеемся, они этот вопрос решат в Украине, а значит, и будет решен, как мне кажется, и для остальных народов и стран, которые вот они оккупировали, бомбили, убивали. Спасибо. Баркал, да, пожалуйста, уважаемый Бессарион, включите микрофон, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста, Бессарион, включите. Да, отлично. Для молодого поколения надо сказать, что они не понимают реального положения, которое было в Ичкерии. Я там жил с марта 92 года, вплоть до начала войны. Но я хочу сказать, что реально мира там не было. Не было реально такого спокойного мира там никогда. Вот все время, вплоть до начала горячей войны, там не было мира. Это все время был перманентный путч, нападение на границы, бандитизм. То есть это, я разделил бы на интенсивный период не мира, а малой интенсивности войны и интенсивной войны. Там не было ни одной недели спокойной, ни одной недели, что в городе не было стрельбы. Грозно, вот ни одной недели не было. Вот и сам мне
сам там был. Каждую ночь стрельба. Кто-то где-то все время взрывал. Людей убивали. Моего соседа, там, заместителя министра внутренних дел, взорвали. То есть там реально мирного времени вообще нет. Было интенсивный период интенсивной войны и менее интенсивной войны. Так что молодежи надо об этом серьезно подумать. Там, даже я сказал бы, что в Киеве более спокойно, чем в мирное время было в Грозном. Вот сейчас во время войны я вижу видео в городе снятые. Абсолютно нормальная жизнь идет в Киеве. А в Грозном ни одного дня не было без выстрелов и провокаций. Ни одного дня. Что можно было за это время сделать особенно? Конечно, ничего особенного. Вот так, все. Спасибо, Виссарион. Да, это так. Аят Эдигов нам неоднократно рассказывал, что было 4 агрессии, и пятая, вот это последняя, за этот период. И между этими агрессиями все время были теракты, провокации, дезинформация и так называемая вот эта гибридная война в виде тонн лжи и фейков. Ну, на Джохара Дудаева, наверное, вылили больше всех, но и на всех остальных вокруг него, кто был. Вы, наверное, знаете, тоже в Грузии вам тоже досталось очень много и лжи, и войны, и так далее. Да, это так. Спасибо, Виссарион. Очень интересно было вас послушать. Спасибо вам большое. Так, кто еще хотел бы задать вопрос или же выступить, друзья? Вы можете принять участие. У вас есть уникальная возможность принять участие, пообщаться в этот важный день. Ну, нет больше. Я так полагаю, сегодняшний наш стрим снова атаковали. В YouTube-канале нас очень мало, феноменально мало смотрящих, потому что такого не было. Даже, наверное, в самые первые начала нашего канала. Ну, и моя ошибка в том, что обычно я пытался не делать, но сегодня, чтобы привлечь больше внимания людей, за несколько часов сделал анонс передачи, и успели, видимо, подготовиться наши оппоненты, и с этим я только могу это связывать. Ну, будем учитывать и эти моменты. Так, Аят, давай. Я бы сказал, что мы можем уже закончить, но я сказал бы еще несколько слов по этой ситуации, которая вот сейчас происходит, и о чем мы говорили. Мы должны помнить и еще раз повториться, что наш народ был незаконно атакован, незаконно с точки зрения международного права захвачен нашей территорией, убито столько наших людей. Правда, это было и в прежние времена. Мы помним, когда в 1700 году еще Петр I на нас нападал с севера, то тогда нас, по данным воспоминаний историков и военных, там было 2 миллиона человек. А в 1830-х и 40-х годах у нас осталось всего лишь 120, около 120. Вот насколько сильно убивали нас и тогда, наших людей. Сейчас вот такие активно нас вот снова пытаются извести нас, превратить, я не знаю, в каких-нибудь рабов, что не присуще нашему менталитету. И поэтому мы должны понимать, что то, что наш народ совершил в 91 году и в 90-м, даже будучи в Советском Союзе, и мы по современному международному праву создали свое государство, пусть наша территория и небольшая, так? Даже очень малая, так, по сравнению с другими странами, но мы создали государство в современных, скажем, рамках международного права. И против этого государства был направлен первый удар. Но мы были правы, мы боролись не зря, и эта борьба, она, не была бесполезна. Мы видим, что не только против нас, это была целая кампания, это была
акция военного атаки по возрождению империи, которую тогда начал Кремль. Мы говорили много больше. Наши люди, молодежь должны понимать, что они должны это взять в вооружение, и то, что мы говорим, помнить и знать, что наша страна, наш народ сделал то, что должен был сделать, создал свое государство, и против него выступила эта империя первая, а потом начали другие государства, на Грузию, Украину, Молдову, как я говорил. Поэтому мы были правы, еще раз хочу сказать, мы были правы с точки зрения современного международного права. Сегодня весь мир опирается на все это международное право, и мы говорим о том, что что-то там другое придумаем, там то что-то сделаем. Это все блеф, это обман этих людей, которым говорят, говорите то, и они просто как актеры это все выполняют. На самом деле наша задача в том, чтобы сохранить единую базу нашего государства, чтобы это знали наши люди, чтобы знали будущее поколение и наши друзья, и продолжать бороться за деоккупацию нашей страны, которая называется Чеченская Республика Ичкерия, суверенное и независимое демократическое государство. И все остальные эти ходы, которые сейчас нам придумывают самозванцы или некоторые общественные деятели против этого, это обман. Вот что я хочу сказать в завершении всего этого. Если нет больше кому выступить, давай завершим это все сегодня. Спасибо, сказав всем. Мне можно добавить? Да, конечно, Анас, пожалуйста. Я хотела сказать, когда вопрос поднимался насчет Запада, почему Запад не помогал Чеченской Республике Ичкерия, я говорил о невмешательстве в личное дело России. Угу. Сейчас он помогает постольку, поскольку Украине. Но тоже мы видим не так, как хотелось бы, как он мог бы помочь. Да. В 2002 году меня пригласили во Францию на конференцию. Я тогда написала стихотворение. Голубые дали, синие леса, дальняя дорога прямо в небеса. Кровью в них снег сочится, ближе все видней. Но не вы бредете по колено в ней, но не вашей крыши черная дыра, и не ваши дети умерли вчера, и не ваших братьев 18 лет принтранспортеры волокли во след по дорогам этим кровяных следах. Не дошел до нормы геноцид в горах. Столько слез и крови на земле моей. Совесть всей Европы, искупайся в ней. Это стихотворение я прочитала по радио Франции. Оно было переведено на французский, опубликовано во всех газетах. И французы поддержали тогда. Но правительство и народ — это две разные вещи. И Европа не испытала того, что испытал чеченский народ, что сейчас испытывает украинский народ, что испытала Грузия, что испытывали Молдова и все другие народы, которые жили рядом с Кремлем, с российским народом. То, что они испытали, Запад не испытал. Поэтому они остаются благодушными или равнодушными. И я думаю, что эта их позиция, наверное, действительно, как говорил Жохар, они вмешались в их личное дело России, они могут стать сами когда-нибудь личным делом России. Уже стали. Да, уже стали. А что касается Закаева и его команды этих так называемого кабинета министров, их деятельность, хотя деятельность очень активная, конечно, пропагандируется Кремлем и всего лишь имитация деятельности. Но имитация деятельности – это не настоящая деятельность за свободу Ичкерии, за ее независимость. Но у них удачно получается эта имитация, к сожалению.
И дело в том, что они так много обманывают, выступая очень активно. И многие не понимают сути. И думают, раз выступают, то имя Ахмеда Закаева известно всем. Очень много людей, которых они обманули. Понимаете, вот именно этим своей... Это работа Кремля, да. Это работа Кремля, да. Но мы противостоим, насколько это возможно. Я думаю, что время покажет. Я думаю, что народ чеченский, который всегда боролся всю свою историю за свою свободу, никогда от нее не откажется. Да, Так что победа будет за нами. да, Вова. Да. Спасибо вам. Да, пожалуйста, Виссарион, только микрофон включите. Да. Алла, Звята ты очень хорошо, близко знала. И вот фундаментальный труд, идеологический труд Звята называется так. Духовная миссия грузинского народа, духовная миссия Грузии. Мы должны помочь Европе найти себя. Мы. Не они должны нас понять, а мы их. То есть в этом труде Европа записана у Звята, что Европа давным-давно отошла от духовности. И вот именно кавказские народы, в первую очередь, борющиеся кавказские народы против империи, Грузии и Ичкерии, должны нести вот это бремя духовной миссии. Они сбились с пути давным-давно. Поэтому вот не они нас должны учить этому, духовности в смысле, а то я не о технических и этих микрочипах говорю. Что мы должны помочь им обрести духовность, а без которого и они пропадут, и мы пропадем. Вот суть в этом. Так что Джохар велик был не только тем, что он боролся против винтовкой или там войсками руководил, но еще он пример вот этой духовности, это моральный предмет, моральный герой. Звия тоже моральный герой. Да. Так что вот миссию они свою вот так выполнили. И если мы будем следовать и осуществлять их миссию, может мы добьемся того, что Европа тоже и Запад тоже вернется к духовности. И вот это будет основа вообще для человечества, чтобы вернуться к истинным ценностям, а не к золоту и богатству, благоденствию и прочему. Вот я думаю, что вот эти два героя были предметом вот этого. Они свою жизнь отдали не просто за борьбу какую-то, потому что в мире много этих гибнет людей за какие-то идеи, которые не так ценны, как духовность, настоящая духовность. Вот. И еще раз спасибо, я хочу выразить Джохару, что он вот дал этот пример духовного, морального героя. Спасибо. Спасибо, Виссарион. Спасибо. И Большое спасибо, Виссарион. Мне очень понравились все ваши выступления. Что касается Звята Камсахурдия, я вам скажу, что он был как герой эпоса. Он напоминал немного Зевса, своей внешностью. Был очень красивый мужчина, очень умный и очень благородный. Я помню его статью «Только животные не имеют национальности», в которой он рассказывал, как его пытались вербовать в самом начале президентства какие-то темные силы. И хотели, чтобы он издавал указы, потому что они будут потом подсказывать, чтобы они по пути, который они указывают, чтобы он шел. Он отказался и сказал, что я отказался, но я знал, что приношу себя в жертву. Но я не мог пойти против своей чести и совести и против грузинского народа. И после этого они устроили путч. Он был свергнут. А сейчас
то, что происходит в Грузии. Я вам читаю окончание своего стихотворения, посвященное Звяду. А Грузия, любовь твоя, вернулась на круги своя. Он заколдован, этот круг. Им правит много грязных рук. И не уйти вам никуда, пока по вкусу та еда, которая кормит вас сейчас. Но верю, что наступит час, когда мать Грузия с лица сотрет улыбку подлеца. Спасибо. Я Спасибо. этот ваш стихотворение почти наизусть помню и часто повторяю. Спасибо, что вы вот так сказали именно то, про Звяда, что про него надо сказать. Спасибо. И вам спасибо. Вы жена героя. И соратница героя, которая до последней капли крови была вместе с ним. Спасибо. Вы знаете, я вспоминаю грузинский народ. Как он, когда Звяд Гамсахурди оказался в изгнании, жил в нашей республике, как народ шел потоком по улицам Тбилиси, как поливали сверху с стратбойтов водой. А он не расходился и скандировал «Звяд, Звяд». Весь народ был с ним, весь народ Грузии восстал и снова позвал его. И он приехал опять в Грузию и возглавил освобождение Грузии. И уже Грузия почти была освобождена. И уже пришли уже в Тбилиси, около Тбилиси. Но тогда Шеварднадзе вступил в СНГ, и до этого он отказывался. И Россия пригнала свои корабли в Поте, и с Поти начали обстрел территории Грузии. И пошли с этих кораблей российские солдаты и начали при помощи оружия опять захватывать власть, потому что народ грузинский был безоружен, к сожалению. Он с голыми руками против этой империи, вооруженные танками, самолетами, транспортерами, чем только не вооружена, просто не справится. И, к сожалению, Звяд погиб, но имя его осталось в веках. Так же, как имя Джохара и других погибших. Потому что помнят имя Звяда и Джохара. Но имена тех, кто были с ними рядом, имена народа, которые гибли рядом с ними, они все вместе составили их славу. Только вместе с народом они становились героями. Так что слава народу и грузинскому, который умирал рядом с Звядом, и чеченскому, который точно так же погибал рядом с Джохаром. У нас много еще героев живых. Я думаю, что все будет хорошо в конце концов. Бог с нами. И доброта на нашей стороне. И справедливость тоже. Я думаю, все будет хорошо. И народ грузинский будет свободен. И чеченский народ будет свободен. И мечты наших народов исполнятся. И мечты Джохара и Звяда тоже исполнятся. И будет Кавказский дом на всей территории Кавказа. Да, Мула. Да, могла. И будет. Да. Да, Мула. Можно? Да, конечно, Бессарел, пожалуйста. Алла, ты не знаешь, я никогда тебе не говорил этого, но когда я возвратился из Грузии, после того, как Звяд погиб, Джохар пригласил меня к себе. Там я был, и Мате был Саакашвили, и он попросил меня рассказать все, как произошло, это все, как это весь Черноморский флот под руководством адмирала Балтина Россия направила против Звяда. Представьте себе, весь Черноморский флот, дивизию Дзержинского. То есть на наших 400 солдат приходилось 40 тысяч этих интервентов. Вот это я ему рассказал, он задумался, закрыл лицо вот так рукой. Когда я про гибель Звяда так сидел минут вот так, минут 5, наверное, слезы сдерживал. И потом сказал, я тоже погибну. Ну, я дам пример сопротивления.
Вот так он мне сказал. Я тебе этого тогда не говорил, потому что, ну, конечно, тяжелый момент был. Вот и сейчас я годовщина гибели Джохара. Он знал, что он погибнет. Он знал и сознательно шел на гибель. Вот это и есть герой, который идет на войну не так, чтобы я спасусь, это как его героем буду, меня на руках носить, а он знал, что ему надо себя принести в жертву. Он заранее знал, что он должен принести себя в жертву. И это и как раз есть характеристика героя. И я хочу вот это особенно вот, скажем, в конце этого дня, посвященного гибели Джохара, что он сознательно, зная, что погибнет, обязательно погибнет, шел на войну и боролся. Вот это. Да. Спасибо еще раз. Спасибо еще раз. И я вам скажу, поэтому они остались идеалами для народа грузинского, для народа чеченского. Если бы они тебя не принесли в жертву, то, наверное, не было бы таких героев наших народов, не было кумиров для многих. Так что каждый может прожить свою жизнь, не принося в себя жертву, но от него ничего не останется в памяти народа. Так что да здравствуй те, кто приносит себя в жертву. Да, спасибо. И сегодня мы тоже... Алла, ты вы закончили, нет? Я закончила, спасибо. Спасибо. И сегодня мы, представители этой власти, этих лидеров, этих народов, вместе понимаем, что происходит. И мы обязательно, пока мы живы, и наших детей, и наших понимающих людей и друзей, это все передадим им, чтобы потом они продолжили, и чтобы они не думали, что мы зря начинали эту борьбу. Нет, не зря. Мы начали это именно потому, что было необходимо, и мы были правы. Поэтому сегодня, вот, собственно говоря, завтра, это годовщина гибели Джохара Дудаева. Я видел этот взрыв сам. Я находился в соседнем селе и видел два огромных такого диаметра, наверное, по 30-40 круга, дымовых круга, которые в той стороне Гихичу были, значит, видны. А потом эти села начала обстреливать российская армия. И ночью, когда я находился в одном из сел, ко мне ночью в 3 часа пришел племянник Джохара Дудаева и сказал, что Джохар погиб, и что мы хотим сейчас что-то понять, что все охрана, все думают скрыть этот момент, чтобы русские не обрадовались. Они не понимают. Мы скажем, я просто вам не говорил, тут никому. Я им тогда сказал, что вы говорите, он прошел такой путь, и теперь получится, он бросил, ушел в Грузию и остался, как будто убежал. Это не может быть, это надо объявить. Я тогда утром собрал наших людей, там кто с министерства, других, и объявил, что Джохар погиб официально. Вот так это было. А молодежь, которая в окружении была, думала, что нужно его рассказать, что он ушел, чтобы не обрадовался Кремль. Вот бывает порой так, что вот политически, не понимая сути, вот такие вещи иногда говорят те молодые люди, даже, которые вокруг были Джохара. Так что Джохар это действительно был герой один наравне с всеми другими выдающимися героями, которые были на Кавказе. И в том числе был, конечно, и Зиадгом Сафоди, они были близкие друзья. Так что всем спасибо, кто принимал здесь участие. Спасибо и Алла, вам за очень хорошие вот эти стихи. Можно я уточню насчет этого?
момента. И- Джохар Ельцин усиленно приглашал на переговоры и одновременно наносил ракетные удары по спутниковому телефону. Я знаю это, Алла. Да, Правильно. и дело в том, что Джохар знал, что бьют именно по спутниковому телефону, Да. и даже сам выехал, вот вместе со мной, кстати, сказал, чтобы я отошла подальше, сам по телефону разговаривал и ждал, сколько минут он может спокойно говорить, пока вылетит самолет. Да, это было так. Да, и он рассчитал и сказал, 10-15 минут мне хватит для разговора. Вот. И мы все договаривали, чтобы он не выходил на переговоры с Ельциным. Ну, вот, А он говорит, я не могу отказаться этих переговоров. Я ждал так много лет, и ждет весь чеченский народ, и поэтому я должен вступить с ним в переговоры. Он знал, что его убьют еще потому, что видел перед этим вещий сон. Он забирался по стене во сне, по каменной голове льва. А потом он помог копать какой-то канал с солдатом российским. А потом он с этой головы каменного льва полетел, оторвался и полетел. И пролетал мимо огромной машины, экскаватора, мимо кабины машины. В кабине было пусто, но он видел пульт управления. И потом он вдруг оказался потом на крыше, выше облаков, на крыше высотного дома, выше облаков. И там уже был Жанеев и Курбанов, которые погибли с ним рядом. Да. Вот. То есть, потом он посмотрел, и видна была земля далеко внизу. Он подумал, а что же мы тут будем кушать? Но снизу им на веревке протянули батон хлеба, он разломил и поделил его между Жанеевым и Курбановым, себе оставил кусочек. То есть это уже был сах. Я вам сейчас расшифрую этот сон. Помогать солдатам копать канаву или яму, это явно, значит, сам себе роешь могилу, если копаешь во сне. Он залезал на голову льда каменного, на каменной стене. Стена – это препятствие, голова льва каменная – это огромная слава. Лев всегда слава. Потом этот экскаватор огромный, высокий, мимо которого уже душа его оторвавшаяся пролетала, он увидел, что за пультом никого не было. Потому что эти ракеты вылетали автоматически. Понимаете, летчик не направлял на место, там, где бомбили. Они вылетали на знак сигнала спутникового телефона. Вот. Ну, а потом уже, так как с ним был Жанеев и Курбанов, их души уже, они погибли, может быть, на секунду раньше него. И на крыше он оказался с ним вместе. А этот батон хлеба, это уже после его смерти. Люди, которые узнали о гибели, начали делать за него сах, как за умершего. Так что он все это видел перед своей смертью за несколько дней. Да. Вот так нам Аллах посылает наше предупреждение даже в снах. Но человек не в силах изменить то, что задумано Всевышним. Да, Алла, я 2 слова добавлю, что как я увидел Джохара, когда я пришел туда, в Егичу, вы знаете, где Джохар лежал, я пришел туда, и Алла сидела у его изголовья, и там был еще Муса, и она, значит, все там ворошила, все хотела, значит, зашить носки Джохара. А наш там старейшин подошел и говорит: Аля, не надо шить, ему не холодно. Нет, я зашью. Нет, одеть носки, не зашить, одеть. Зашить и одеть. Вот она и тогда так о нем переживала. Да. Вот я как сейчас момент помню. Да. Мы его ноги массировали, сняли ботинки и носки, Да. И я массировала ноги, думала, может, все-таки он ранен. Но, знаете, эти носки сохранились, чуть-чуть обожженные по краям, и его эти ботинки, которые мы тоже, если бутсы одеть не смогли, тоже сохранились. Наверное, для памяти, для будущего музея Джохара Дудаева. Да. Воспоминаний очень много, что можно говорить об этом. Спасибо, конечно. Можно я тоже прошу Аллу?
Мгм. Мне мой отец, Дада, мне говорил, что он читал брошюру, ну, небольшую книжечку такую, написанную, название не помню, Джохаром Дудаевым, и какие вообще были написаны им книги, брошюры, статьи, и есть ли у вас какая-то коллекция или же что-нибудь из Нет, этого? нет, им не были написаны. Была эта концепция нашего вот этого нашего Мгм. Это государства. Это, устройство, да. это большая брошюра с этой концепцией. Как-то Она есть? На Она сохранении? есть, она везде опубликована, у нас есть, кстати, да. да. А вообще-то через год после его управления была издана книга, сейчас скажу, Тернистый путь в свободе? «Тернистый путь к свободе». Но ее составили те, которые там работали, там фотографии тех вот первых всех министров и так далее. В общем, так вот, что-то вроде отчета. Мгм. А так вот, да еще моя книга «Миллион первый», которая по документальным событиям описано все, начиная с рождения Джохара и кончая его гибелью. Спасибо, спасибо, Алла Баркалан. Ну что, Аслан, заканчиваем? Да, можно завершить, я думаю, наш сегодняшний стрим. Спасибо всем участникам, спасибо всем, кто задавал вопрос, всем, кто выступал. Огромное спасибо вам. Да, спасибо всем. Да, на этом. Спасибо. Спасибо всем, кто принял участие, всем выступавшим. Да, все. Ну, Всего самого хорошего тогда. До свидания. Следующий наш стрим, платформа открытого диалога, на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства ЧРИ Ичкерии вы сможете увидеть во вторник. Всего хорошего. До свидания. Адикюэль Машваль. Этик далее. До свидания.